как и обещал, выйти. Так, здесь, ну, ТикТок, я не знаю, буду включать или нет, но суть, короче, будет все в Ютубе. Так, суларная әзірлеп қойдым, ауыз кебе башласа. Тема эфира сегодня вот репарации, если я правильно выражаюсь, репарации. Так, вот здесь сразу выскочило у меня. Сейчас. Вот здесь сразу выскочило. Давайте я туда сразу что-нибудь закину. Так, напишу. У меня. Так, подписывайтесь вот на новый канал. Давайте напишу. Я туда сразу. Могу я написать? Что-нибудь закину. Так, напишу. У меня. Так, подписывайтесь вот на новый канал. Давайте я туда сразу. Могу я написать? Что-нибудь закину. Так, напишу. У меня. Так, подписывайтесь вот на новый канал. Давайте я туда сразу. Могу я написать? Что-нибудь закину. Так, напишу. У меня. Так, yazılarga 50 kişi gerek эфир, чтобы у меня начался. О, bir kişi var. Selam. Так. Yazılarga 50 kişi gerek эфир, чтобы у меня начался. О, bir kişi var. Selam. Yazılarga 50 kişi gerek эфир, чтобы у меня начался. О, bir kişi var. Короче, ладно, короче, я этот записал. Будем читать потом, позже, а так давайте пока сейчас поговорим. Так, сейчас я просто перепроверю ТикТоки, что там творится. Скажу я вам. Просто один просто выставил ТикТок, а потом посмотрим Инстаграм еще. Будет у меня один телефон свободно сегодня. У меня нету больше этих. Так, и Кикише, Рахмат. Че я вот написал? А что это? Где смс-ка-то я, которую написал? Не видно, блин. Вот зараза. Или что это было? Что не видно-то? А вот это видно? Ни хера не видно. Фигня какая-то. Ладно, короче. Так, 30 человек вот в одном просмотрело. Сейчас. 4 утра Башкортостанда. В Украине я не знаю, сколько там. У меня нет таких тут в этом телефоне часов. Так. 30 здесь посмотрел. Сейчас. А во втором только 2. Вообще кино, короче. Вообще, ну, в ТикТоке неинтересно вообще этот, что-то говорить даже. Записывать даже не будем. Давайте здесь только будем записывать. И все. Нафиг надо ТикТок. По 10 минут постоянно отвлекаешься. Сегодня я слушал, так скажем, как они говорят, распространять надо, обсуждать надо туда-сюда. Но я уже раньше еще говорил об этом вам, рассказывал об этом вам. О том, что репарации, эти чертовые деньги, само собой, нужно брать не, так скажем, не с регионов. Само собой, как там вот высказывалось, 3 человека обсуждало, получается, и один, получается, русский, один чеченец, другой татарин. Получается, ну, больно, так скажем, таких до конца. Они очень быстро это все делают, в течение часа только все тис-тис, и вот это все, этот фигня, короче, ну, как бы не раскрывается, да, получается. И вот я помаленько, да, раньше еще об этом раскрывал, я говорил об этом. И тут вот как раз-таки вот они приводили сегодня такие моменты, что там за Чечню кто будет отдавать. Потом я еще, помните, вот сюда писал где-то, ну, потом будем посмотреть этот. Что я там писал, да?
Ну, писал то, что в Узбекистан должны, за Казахстан должны. Это уже они в СССР перешли. Теперь вот там еще я хотел засунуть, но что-то вот этот татарин не засунул об этом. За то, что геноцид Татарстана, геноцид Казани было, если на то пошло. Если так глубоко они как-то лезут в течение столетия, да, так скажем, до каких-то хлопковых действий, да, это что это, СССР было или что это было, да? А почему бы не полезть, там, 500 лет минус 500 лет, кто кому должен? Да, это Москва по жизни должна всем, не только тем, которых сейчас мы хотим отделить, да, а тем, которые ушли тоже, если он напомнил там почему-то про Узбекистан с Казахстаном. Получается, она должна всем. Ну, а как это взять? Взять только один выход. Там как раз-таки он начал озвучивать об этом, что 200 или 200 тысяч, я таки не понял, 200, наверное. 200 каких-то богатых, короче, которые как бы могут там 3 раза перекрыть, они говорят. 3 раза перекрыть. Да может 30 раз даже могут перекрыть. Суть, понимаете, здесь, когда вот потом говорят мне, а где твои единомышленники там и так далее, и так далее. Да мы вроде бы все одни единомышленники. Почти что порой иногда такие голоски слышны, что у всех вроде одинаковая тема. Просто каждый, как говорится, катит со своей, как говорится, бочки, да, так скажем, начинает что-то пиздеть, и получается в оконцовке одно и то же у нас. Вот я как раз таки в этом эфире ихнем я услышал, что вот почти что вот примерно, ну, недосконально, то, что я говорю, да, примерно к этому доводят они. Но, опять-таки, у них остановка из той категории импотенты. Импотенция у них идет, воевать не хотят. Вот это меня выбешивает у всех вот этих, блядь. Хоть чеченцы, хоть кто, они не хотят воевать. У всех вот эти, кто с трибун вылазят, говорят там у них подписчики 100 тысяч, у кого-то там 500 тысяч подписчиков. У них нет, так скажем, в планах воевать. Они все такие час икс ждущие люди. Час икс ждущие люди. Ну, час икс ждущие люди должны понимать, что, так скажем, вот этот час икс, кроме них, кроме нас, никто не будет создавать. Кто его будет делать-то? И потом, сейчас я уже не стал смотреть, увидел такую фигню. Если у татар дух, если у татар дух, но это у Айсена я увидел. Если у татар дух, такой какой-то время, какой этот, 10-20 минут что-то он загрузил, какое-то высказывание его. Не знаю, надо послушать, я не послушал. Но суть, что я хочу сказать, как раз-таки насчет вот этих репараций, да, репарация или как это, что Башкортостандан, Татарстандан туда ни хрена, ни копейки не должно оплачиваться. Ни хрена. Почему? Потому что все деньги находятся у московских олигархов. Первый ублюдок – это красногорский наш Хабиров, который со своей женой напиздил столько бабла, что, блядь, нахрен там, я не знаю, вот это то, что там одна область, Донецк, Монецк, туда хватит. Полностью его восстановить хватит. Полностью. Это раз. Второе, за Татарстан. Минниханов с Шаймиевым спиздили столько, блядь, ладно, оногына хватит, блядь, да внучатина нахуй, да не хватит, блядь, напизжено столько. Это 2, 3 даже там. Поэтому Башкортостаннан Татарстанна Эйбері отпадает. И самое меня сбесило, этот узкожопый прет таким образом, что в этой хуйне, типа, оказывается, по уничтожению Украины, все, оказываются, виноваты. Бабушки даже и, может, даже дети. И пытаются с 21 года повесить на всех, блядь. Это куда они повесить хотят? Репарации куда повесить, блядь?
Куда повесить, блядь, если вы, блядь, в разъебанные корыто придете? Каждый, если регион свой возьмет, Башкортостан, там, Ичкерию и так далее, вы что, думаете, блядь, в прелесть придете? Вы смотрите, Сирия куда пришла. Сирия, блядь, там убирается уже несколько месяцев, блядь. Тут будет еще хуже. Потому что мы же туда, блядь, час иксом не идем. Я никогда, я не жду час икса, нахуй. Я вообще, я даже не призываю к час иксу, блядь. Я не жду час икс. Какой может быть час икс, если, блядь, мы живем сейчас и все. Завтра может и не быть, блядь. Какой час икс, блядь, нахрен? Че, после, блядь, Руслана или Кашапова кто-то есть, что ли? После нас кто-то есть, кто поведет эту дорогу? Нихуя, нету их, нету. И если даже они есть, нахуй, они молча сидят там, Татарстанда, Башкортостанда, они не могут ничего делать. Дети еще они, если даже они есть в голове у них. Но это, блядь, пока они вырастут, пока дойдет до них, блядь, нахуй, пока они соберутся, блядь, это пиздец, нахрен. Поэтому надежда в данный момент только сейчас, вот в данный момент, кто борется, вот на них. Тот же, допустим, вот этот старик Сырес Болаянь, Эрзя Мокша, вот потом еще кто-то там из Ногаев, один мужик еще появился недавно, да, как-то его зовут, не знаю, и так далее. Крымские татары еще больно не видно. Вот где крымский татар тоже не видно, больно сильно. Ну, они внутри Украины, ты типа, да, ведь? Вот это, короче говоря, буряты там, Алтай и так далее. В итоге нищенские регионы и нищенским людям, которые сейчас живут, пусть они виноваты 1000 раз, блядь. Как этот узкий говорит, что типа они же виноваты тоже, они же все виноваты. Они же сейчас типа говорят, блядь, поддакивают, живут нахуй. Понятно, виноваты. Понятно, блядь. Но мы же, блядь, нахуй, не ебанутые, нахуй. Мы же договорились отсеивать, нахуй. Отсеивать, нахуй, тех пидорасов, которые в Башкортостане, в Татарстане будут мозги ебать, блядь, за независимость. Против независимости, если они мозга будут ебать, мы же их этот уже решили отсеивать, нахуй. А те, которые, нахуй, просто, блядь, нахуй, там, ха-ха-ха, давай хлопушки, Путин-Бузин, нахуй, они же нам, нахуй, блядь, нахуй, не враги, блядь. Ёпта, если мы каждого будем сейчас врагами делать, нахуй, блядь, нахуй, тогда их нахуй, блядь, тогда всех надо кончать, блядь. Поэтому нам надо определяться. Я на том эфире об этом говорил, что, блядь, нахуй, есть еще один контингент людей, которые, блядь, нахуй, топят за нас только молча. Так их что мы будем делать, нахуй? Понимаете? Это такой контингент есть. Еще между ними еще один контингент есть, которым все похуй. Понимаете? Которым вообще до пизды, блядь. Какой правитель придет? Им похуй, блядь. Ну это как подобие, блядь, нахуй, голубых и лесбиянок. Им же похуй, кто правит, лишь бы их не трогали. Вот такой контингент там еще есть такой. Импотентский контингент, так скажем, блядь, нахуй. И у всех, блядь, это оно есть, блядь. И прикиньте, блядь, даже они, нахуй, не обязаны платить. Даже они не обязаны платить, нахуй. Даже я не обязан платить, нахуй. Я ебал в рот, нахуй. Чё я должен платить, блядь? За то, что, блядь, Путин что-то сделал, нахуй, и ебет украинцев, блядь, ложа моих земляков, моих башкиртов, татаров, кладет, нахуй, на убой, блядь. И я должен что-то платить? Хуй, блядь, им, блядь. Без масла, притом, блядь, нахуй. Потом, там один ответил, вот этот чеченец, более-менее то, что мне понравилось, я тут тоже записал. Он говорит, что чеченский народ, типа, если даже, допустим, захотел бы платить, говорит, эти репарации, допустим, да, они скажут, блядь, а нам, блядь, за 94-й год кто будет платить? За 2 чеченские войны. Также мы можем сказать, за Башкортостан с Татарстаном нас, нахуй, Иван Грозный, нахуй, гнул, нахуй, 500 лет, блядь. За это кто нам будет платить, а? За людей, нахуй, кто будет платить? Каждый может так сказать, поэтому вот эта тема не прокатывает. И теперь моя суть, какая она должна быть? Они это не сказали. Моя суть такая. Я до этого высказывался об этом, еще об этом никто не высказывается. Вот таким темпом никто не высказывается. Высказывается как-то вот так красиво, блядь, как у нас говорят, козга, ура, вот так, блядь, раскру этот,
сука, конфетно-букетный период, нахуй. Вот так они, блядь, преподносят, нахуй. Я ебал в рот так преподносить, блядь. Конкретно, нахуй. Доходим до Москвы. Сори. Доходим до Москвы. Вытаскиваем всю казну, нахуй. Я всегда говорю, там все золото наши лежат там, блядь. Вытаскиваем всю казну при всех народах. Вот все, кто с регионов пойдет туда, блядь, Москву брать, все, и украинцы должны присутствовать там. Все считаем, блядь. Экономиста нахуй за нос, блядь, пригнали туда, блядь. Посчитал нахуй. До этого, блядь, вот это я тоже сегодня высказывался в Телеграме. Сумму-то, блядь, объявите. Какая сумма-то, блядь? Ну да, вы же сказали, что еще же война не закончилась. Какая сумма, нахуй? Хуй его знает, какая сумма. Пол Украины разъебана, блядь. Какая сумма может быть, нахуй? Пол Украины, блядь. Сумма пол Украины, блядь. И плюс еще, блядь, нахуй, его надо сделать как конфетка, блядь, нахуй. Разъебали уж, разъебали, но сделать надо теперь его порядок, блядь. Если на то пошло, блядь. Но весь порядок, нахуй, будет браться из Москвы, блядь. С регионов нихуя. Потом я что-то писал, крайняк, блядь, как они тебе тоже говорят, может быть, добавят с регионов, если не хватит. А мы сделаем, чтобы хватило. Даже лишнее, чтобы было. А лишнее будет каким образом? Я до этого еще всегда я ему говорил, как это будет происходить, блядь. Если до этого Путина не ебнут, нахуй, Путин, заканчивая, блядь, региональными пидорасами, нахуй, до Хабирова, допустим, да, все Кадыровы, Хабировы, блядь, и все вот это поеботину, собираем в разъебанный Кремль, полностью разровненный Кремль, там ставится, блядь, стеклянная, нахуй, колба, нахуй, тюрьма, блядь, такая стеклянная, блядь, и всех, нахуй, туда заселяем, блядь. Начиная с Путина заканчивая до последней уборщицы, нахуй, Сечина. Так скажем, блядь, нахуй, да ведь? Туда всех заселяем, нахуй, они там живут. И получается, как клоуны, нахуй, как говорится, создают, так скажем, цирк для туристов. Зовем всех туристов мировых, нахуй, пусть отстегивают бабло. Это вся казна, вся это бабло, нахуй, уходит на репарацию Украины. Будут они своим ебалом щелкать и, как говорится, смешить народ, ходя в памперсах. Примерно вот такая тема. Да, вы можете скажете, блядь, что-то мало же. А мы билеты поставим такие, нахуй, экзотическими ценами, нахуй. Экзотические цены на билетики. Вот и все, блядь, нахуй. Любой американец, любой европеец захочет приехать посмотреть на этого гондона, блядь. Подобие Гитлера-Путлера, блядь. Кто бы не захотел бы сейчас увидеть Гитлера, блядь. Любой, наверное. Да огромные бабки дали бы, наверное. Да каждый еврей дал бы Гитлеру посмотреть в глаза, нахуй. Какой он был бы, да? Прикиньте. А тут, блядь, Путин. Ну, конечно, Путин, как говорится, Гитлер, точнее, блядь, евреям, Путин как бы вроде 50-50, им похуй, так скажем, блядь, до Путина как-то они не будут даже к нему ходить, наверное. А вот, наверное, другие нации, наверное, походят, блядь, посмотрят этого гестапо, который мозга ебет уже, блядь, 10 лет, нахуй. 11 лет уже, да? С 14 года, блядь. Всему миру мозги ебет, блядь. И вот исходя от этого, блядь, когда, как они тоже сказали, обсуждение, вот давайте мы обсудим этот вопрос. Сейчас, я сейчас начну комментарий читать, посмотрим, кто там. Обсудим этот вопрос со всеми, Башкортостаном, Татарстаном, с регионом, кто что должен платить. Поэтому я и говорю, что народ обычный, вот мы обычный народ, мы нихуя ничего не будем платить. Нихуя. Потом, там приедут одни инвалиды. Одни инвалиды, нахуй. Они тоже нихуя не смогут платить, блядь. Они приедут как раз таки на наши шеи, блядь. Они вернутся на наши шеи, блядь, они еще будут жить, нахуй. После развала, нахуй, этой пидорасии даже они будут там жить. Они же, блядь, не старики все там, блядь. И молодые там есть. Мы же... Не можешь ты, блядь, нахуй, всех их кончать, нахуй, блядь. Это Путин только может всех кончать, блядь. А мы что, блядь, подымем руки на инвалидов, что ли? Нахуй нам это надо? Лишний геморрой, блядь. Поэтому самое интересное здесь, что печально, что, блядь, нахрен, вот эту тему говорит этот узкожопый, блядь. Опять-таки, нахуй, прикрывая свою нацию
Ну, вроде бы, блядь, с ними топят. Меня еще это взбесило. Какого хуя вот эти все, блядь, заебали они меня реально, нахуй, блядь. Нахрена общаться с узкожопами, блядь? Почему общаться с узкожопами? Я вот один раз такой стрим попался, помните, в ТикТоке прикалывался, и потом еще один мужик попался еще на стриме в ауле, блядь, когда я эфир вел, блядь, один старик припер, этот француз прилип ко мне, блядь, а тут еще я пиздел до этого с узкожопом одним, блядь, стрим делал, который мозги мне ебал в ТикТоке. Я же попробовал так делать, это так невозможно, блядь, нахуй. С ними стрим делать, это стрём, блядь. Это стримать себя только, блядь, нахуй. Потому что, нахуй, ты тоже таким же опущенным будешь, как узкожопые, блядь. Нахуй с ними стрим делать. Поэтому я удивляюсь, почему эти люди, балаболы наши, блядь, нахуй, пиздят, нахуй, с узкожопами, нахуй, выводя это на стрим, блядь. Зачем, блядь? Зачем, блядь? Стрим делать, если, что у тебя, что, людей мало, что ли? С кем стрим делать? Почему нахуй пиздят вообще эти пиздоболы нахуй с русскими? Почему? Тогда навальнистов зовите нахуй. Типа, может, они думают, хороший русский, можно с ним стрим делать нахрен. Вот это поражает, блядь, вот этих людей. Взрослые люди, блядь, нахуй. Уколган, кишеляр и пиздят с русскими, блядь. Я ебал в рот, я их вообще, блядь, нахуй. Чмурил бы только так, нахуй, блядь. Нахуй с ними вообще еще какую-то полемику создавать, блядь. Пиздеть с ними, блядь. Кто они нахуй? Они, блядь, нахуй, захватчики наших земель, блядь. Как можно с ними, блядь, за одним столом, грубо говоря, стрим делать с ними, блядь, нахуй? Я не могу понять, блядь, нахуй. Вот. И вообще я не вижу, блядь, даже, так скажем, блядь, смысла. Почему? Потому что вот все вот этот час он пиздел опять о том, что, блядь, нахуй, не только русские виноваты, а, кажется, другие тоже будут платить. Другие тоже с 21 года начнут платить, оказывается. И те двое молчат. Вроде бы чеченец что-то бла-бла, татарин молчит нахуй. Это какая-то хуйня, блядь. Вот вроде бы он что-то добавил, ну, начинает сравнивать с Германией, блядь, нахуй. Типа репарации Германии, блядь. Она выплатила Германия репарации, блядь, и типа сейчас такая классная, гордая такая, все, она никому ничего не должна, блядь. Но поймите одну вещь, нахуй, блядь. Гомер всю жизнь, блядь, нахуй. Мы не будем, я не собираюсь, мы не будем платить. Ебалай в рот, нахуй. Такие, нахуй, шашки, блядь, вести, блядь. Самые оптимально это что? Это захват Москвы, захватив Москву, блядь, вытащить все благое нахуй. Как оно было, блядь? Разделяй и властвуй. Когда наши деды, я от своего деда даже, так скажем, я его не знаю, но от бабушек знаю, что, блядь, когда они дошли до Германии, мой дед был в город Гера, блядь. Он притащил из какого-то дома, нахуй, в карман запихал маленький будильник, нахуй, какой-то, блядь, немецкий, нахуй. Нахуя, я не знаю, блядь. Ну, типа подарок бабушке, блядь. Ёбаный в рот. Трофей, блядь. А эта политика шла за этой пидорасией. Брать трофей, блядь. А потом в 21 веке трофеем, нахуй, в Украине стало унитазы. Ну, не золотые, блядь, нахуй. Обычные унитазы, нахуй, с стиральными машинами, нахуй. И еще какие-нибудь, нахуй, погремушкой, которые пиздили, везли домой, блядь. Я не знаю зачем, нахуй, блядь. Как будто дома нету, блядь, его. Потом, исходя от этого, значит, суть наша будет, нахуй. Нет. Вот здесь добавлю еще от себя, блядь. Мы же не такие опущенные люди, блядь. Мы же вообще, блядь, нам это нахуй надо. Мы идем нахуй на Москву, брать, найти этого пидора Путина, допустим, да? Если мы вообще, нам это суждено, если мы этот поход, я не знаю, даже уже порой иногда сомневаюсь, блядь, что этот поход вообще будет, блядь. Если мы даже соберемся в этот поход, Аллах Берса, я надеюсь, при моей жизни мы соберемся когда-нибудь туда, дойдем, блядь. Возьмем, блядь, нахуй всех этих пидоров, нахуй, соберем в одну кучу. Окей, закрыли. Но вот оттуда только брать бабло, которое, нахуй, положено будет, нахуй, репарации Украине и кому там еще надо. Чеченцам, грузинам, узбекам, еще кому там, блядь, башкортам, татарам или кому там. Да все пострадавшие там, ёпта. Там не хватит этих бабло, блядь. Это бабла не хватит, блядь. Поэтому те, которые уже 100 лет назад пострадали, они уже пусть нахуй, уже по идее нахуй забудьте. Давайте общий котел нахуй, это помощь Украине, блядь, ради Аллаха.
Это ради Аллаха нужно делать, блядь, нахуй. А то, что уже было, было нахуй, да уже все. Аминь, тамам. Хуйней не надо маяться, нахуй. Уже до такой себе мелочиться, блядь. И потом, еще, как они говорят, 3 раза в обкрутку хватит, говорит, это бабло, нахуй. Если 3 раза в обкрутку это если хватит, тогда можно помочь тем же чеченцам. Но, еще тут еще одну вещь скажу. Чеченцам тоже, по идее, помогать смысла нету. В данный момент у них нет войны. А это было в 94 году, блядь, 30 лет назад. Потом, чеченцам приоткрою глаза, если они не могут понять. Все будете забирать у Кадырова. Кадыров для чего у вас, блядь? Он вам как раз накопил, как крысеныш, блядь. Накопил вам до хуя чего, блядь. Так что там. А мы у Хабирова, татары у Миниханова. Все дома есть. Не ссыте нахуй. Холодильники полные. Не боитесь нахуй. Колбаса найдется нахуй каждому, блядь, нахуй. Кто если захочет соснуть нахуй. Так что проблем нет нахуй. А вот Москве, блядь, нахуй. Золотые слитки, нахуй. Все, блядь, одевания, блядь. Еще Питер, ёпта, блядь, нахуй. Еще Питер есть же, ёпта. Питер, Москва, блядь, там ёбаный в рот, нахуй, блядь. Все, блядь, нахуй, путинские, блядь, нахуй, туннели, нахуй. Крысенышские, блядь. Там, везде надо искать, нахуй. Понимаете? Поэтому здесь, как в разных эфирах я говорил, блядь, здесь будет такая ходка, блядь. И вот почему я говорю, что все регионы должны один раз стать, блядь. Один раз все стали. 150-200 тысяч человек должны пойти на Москву. Не говоря, какая-то часть там из Украины. Каждый М7 наш, М5 наш, М4, М3, М-Дон, вот эти все, блядь, Калуга это Кавказ, Варшавское шоссе Кавказ. Все это ваше. Все. Каждый вот это промежуток свой замкадом, контроль ваш. Каждый останется замкадом, распределив своей территории. От одного метро до другого метро, распределяя эти территории, остаются вот эти, как говорится, восставшиеся от нас, как говорится, войска остаются, чтобы, блядь, нахуй вывозить, контролировать, нахуй, кто что куда вывозит. И в центре, где эти все, блядь, находиться будут склады, я не знаю, блядь, клад этот ебаный ихний, блядь, напизженный, блядь, это нужно будет распределять. Вот это будет распределяться, и по этим всем дорогам уезжать, нахуй, как говорится, лишнее, блядь, нахуй, в регионы, а остальное все перенаправляться в Украину. Посчитали, потому что там дохуя, там 10 Украин можно построить, блядь. Там, если захотеть, блядь. В Москве все вынести с Москвы. Почему? Ну, это же в ТикТоке все не выскажешь. Почему? Потому что Москва должна остаться нищей. Разъебанные нахуй, блядь. У разбитого корыта нахуй они должны остаться, как в стихах Пушкина нахуй, блядь. И на дубе том, блядь, висел этот повешенный кот нахуй, блядь, нахуй. И вот так вот. Примерно так, блядь, нахуй. И ворона с сыром, блядь, где-то там летала нахуй. Вот примерно вот так, блядь. Вот так должна быть Москва остаться, блядь, нахуй. Голда сокол, блядь. Вот все. Голышом мы их должны оставить полностью, нахуй. Этот весь цыганский табор, который там набрал этот Путин, нахуй. Потом вспоминаю еще этого армяна, блядь, нахуй. А армян, нахуй, оказывается, блядь, нахуй, уебок, держал, блядь, нахуй всю табачку, блядь, которая хуярилась в пидорасию. Или какой-то регион, я не знаю, или Донецк, или где он там был, блядь. Табачную тему, блядь. Ну, представьте, да, в пидорасии где-то что-то рулит армян, блядь. Ну, и что за хуйня, нахуй? Башкортостан, блядь, Татарстанда бір армян қолмасқа тиіш, нахуй. Бір армян қолмасқа тиіш. Это память, во-первых, за их цыганскую систему, нахуй. Это память, нахуй, за дашнаков, нахуй, которые мочили Узбекистан, нахуй. Вот за все это, блядь, нахуй. Башкортостан, блядь, Татарстанда ни одного армяна не должно остаться, нахуй. Ни одного, нахуй. Если они, нахуй, там живут, нахуй, правильно, хуй с ним, блядь.
если они из той категории хабировской мрази, блядь, жены, все, нахуй всех, блядь, нахуй, депортировать, нахуй. Все, Армянистан, нахуй. Всех Армянистан, нахуй, пусть там живут, нахуй, ублюдки. Вот. И почему? Почему я их как раз таки добавляю сюда? А потому что это, блядь, нахуй, подкидыши узкожопых, блядь. Вот пару дней вот размышлял об этом, нахуй, как вот этого пидора заебенили, нахуй. А заебенили, говорят, блядь. Я ждал, блядь, кто же будет, нахуй, мы тут с пацаном гадали, кто же будет. Армяна взорвал, блядь. Удивительно, нахуй. А как, чё так, блядь, нахуй? А чё тут, нахуй, таджиков, кыргызов, узбеков, казахов нету, а? Там армян мычканул, блядь. Что-то подозрительно, нахуй, блядь, нахрен, а? Странно, блядь, как так, блядь, нахуй? А мне кажется, знаете почему так? А потому что, нахуй, уже, блядь, с Азии, нахуй, они засали пиздеть, блядь, в последнее время. Потому что в Узбекистан что-то говорят, ответка, нахуй, прилетает от узбеков. Кыргызы, от кыргызов ответка пошла вот в последнее время. Очухались, мне кажется, кыргызы тоже, блядь, начали очухиваться. Таджики тоже цепанулись вроде бы, блядь, с Путлером. Начали вроде бы очухиваться те. Но тут не надо забываться, что, блядь, нахуй, Москва, блядь, нахуй, и на вашей шее стоит, блядь, чтобы Москву раздербанить нахрен. От вас, как говорится, помощь тоже нужна будет. Об этом нельзя забывать. Почему? Потому что это месть за наших предков. Вот я, допустим, родом с Узбекистана, блядь, нахуй. Если, блядь, нахуй, в этой бардаке, блядь, нахуй, узбеки, как говорится, подтянутся, разъебать Москву, блядь, это же идеально будет, идеальный тот момент, когда месть, нахуй, придет, как говорится, в этой жизни, блядь. А не оставить там. Аллах бар, Аллах койып койдик. Не, так не пойдет нахрен. Аллах бар, койып койдик нахуй. Вот сейчас надо делать нахуй, как в Сирии, блядь, нахуй. Разъебывать сейчас, блядь, нахрен. Это все дело. Но с этими правителями нихуя. С этими же казахским правителем нихуя. Тукайкой, Мирзияев, этими кыргызами, вот эти с 4 аборигенами, нахуй, нихуя ничего нельзя делать, нахуй, блядь. Вот с этими 4, блядь, их нужно будет тоже сменить, нахуй, в этот переполох. В этот переполох должно меняться все. Я так считаю, блядь. Потому что азера, снюханные, нахуй, с Эрдоганом, нахуй, они не будут менять, наверное, блядь. Азерам этот Ильхамчик, нахуй, подходит, мне кажется, я не знаю, блядь. А он тот же, из той же категории, пидор еще тот, блядь. Мне кажется, его тоже, по идее, надо менять, но я же, помните, я постоянно говорил, азерам, туркам я не лезу. Ебутся, как хотят, нахуй. Потому что они все равно в наш контингент они не будут лезть. И в том эфире я как раз об этом рассказывал. Вроде бы, да? Что они вообще не турки, нахуй. Они хуй поймешь, смесь бульдога с носорогом, блядь. А азера вроде азера уж, надеюсь, блядь. Они азера вроде бы. Но им тоже гарантии нет, нахуй. Шииты, блядь. Ёбаные. В итоге, короче говоря, тут получается так, только у нас одни только эти остаются. Регионы всей России и Азия. Все. Вот эти 4 государства, которые нахуй попадали под раздачу, блядь, этой пидорасии, блядь. Кстати, как раз сегодня он напоминал о том, что Узбекистан давал, оказывается, в Иваново хлопок, блядь. Ну, наверное, это во время СССР, блядь. Я не знаю, когда они давали, блядь. И, получается, за это они нихуя не получили. Получается, Москва все брала. И потом он еще возмущается, почему, нахуй, блядь, в том же Узбекистане не поставили, нахуй, завод, говорит. А потому что невыгодно. Если туда завод поставили бы, узбеки бы не возили бы уже никуда ничего, нахуй. И потом, с другой стороны, вот там тоже, блядь, возникает вопрос, блядь, слабость наших предков. Мягкость, так скажу, блядь, мягкость наших предков. Вот поэтому, слушая вот этих наших старшин, так скажем, блядь, в этом деле, да, скажем, взрослых людей, взрослых мужиков, слушая, я понимаю, что у них тоже еще пока есть эта слабинка. Потому что они из той категории, блядь. Из категории СССР, блядь. Они мягкие. Понимаете? Это нужно поднимать народ примерно моего возраста, блядь.
35-40, ну, а как все говорю, 30-50. Вот этих людей надо поднимать нахрен. Вот эти люди должны подниматься в данный момент от 30 до 50 лет, чтобы, так скажем, они между этим попали, которые между СССРом и не СССРом. Вот эти люди должны уже понимать, что вы не из СССР, блядь. Вы не из СССР, блядь, вы заебали. 30 лет, допустим, да? Пацану, он 95-го года, да, получается, блядь. Но ты не СССРский, блядь. Поэтому тебе явно уже нужно, блядь, топить, нахуй, против вот этой всей хуйни, блядь. Особенно за башкиртов и татар, блядь. Понимаешь? Чеченец за чеченцев должен топить, а не ходить как ебланы, нахуй. Ай, нам это не надо, блядь. Мы не в политике, нахуй. Вот эта хуйня не должна быть, блядь. Мы не в политике, это значит, нахуй, ты засунул свой язык в жопу, блядь. Как Майкл Наки постоянно говорит, блядь. Поэтому я считаю, блядь, вот эта тема, что я ни при чем, я не хочу лезть, блядь, давай туда-сюда, как здесь, вот, блядь, меня накалил, нахуй, здесь они, чувак есть, блядь, в Париже, блядь. Накалил то, что, блядь, я не при делах, у меня дети, короче, давай, типа, отвали, да? Я его один день так уж жестко поговорили, так скажем. И этот говорит, я не при делах уже, блядь. Он отошел, блядь. Потому что человеку не хочется. Потому что ему похуй, блядь. Ему хочется зарабатывать бабки, нахуй, жить, кайфовать, нахуй. Нахуй ему это все надо, блядь. Съебался в свое время с Казахстана. Нахуй ему нужен Казахстан. Ему не нужен Казахстан. Вот такие масти, нахуй, вот такие масти, блядь. Для меня он масть, нахуй. Такие масти, блядь, нахуй, не должны, нахуй, вообще возвращаться. Башкортостан, Татарстанга, блядь. Если они, нахуй, вот на таком флаконе, нахуй, ведут свой образ жизни, блядь, подобие... У нас есть дохуя таких. Элвин Грей, который по съебкам дал, нахуй, который топил против Турана Алсынова, блядь, нахуй. Теперь я его буду называть, блядь, Туран Алсынов, блядь. Туран Алсынов, нахуй. Который топил за Туран, да, получается. Туран Алсынов, нахуй, а против него топил Элвин Грей, блядь, нахуй. Фердюс Тямаев, татарстанский гандон, блядь, с Нурлата, блядь, нахуй. Мещарь ебаный, блядь. Башыңны тишер, нахуй. Кутакбаш. Вот таких пидоров, нахуй, мы должны будем вычислять, понимаете? Вот такие пидоры, вот как раз-таки эти репарации будут платить. Понимаете смысл? Которые как раз-таки топили, отвозили бабки, отвозили солдатам все отвозили нахуй. Огурцы соленые там и портянки нахуй вонючие, блядь. Все отвозили туда нахуй. Вот эти будут платить все. Вот кто, блядь, ходил, участвовал, я русский орал, вот так, блядь. Вот эти, Манашул Кутакбашлар, все будут, нахуй, участниками, нахуй, причастниками, я не знаю, как вы будете назвать. Поэтому украинцы, теперь украинцам дело. Украинцы должны понимать, вы научитесь уже, в конце концов, распределять слово «манкурт». Но к этому манкурту еще вот я несколько тезисов придумал, да, ведь, так скажем, которых мы должны как-то говорить, блядь. Есть вот эти еще неопределенки. Людей неопределенки. Неопределенки люди есть. Подобие, как я вам сравнил, да, их, блядь, нахуй, голубые лесбиянками. Вот это басота есть, манкурты есть. И конкретные наши, блядь, пидоры есть еще, блядь. Которые, блядь, нахуй, вот путинососы, блядь, есть еще. Вот эти манкурты, они еще помягче, чем вот эти путинососы, блядь, понимаете? Да хуя их, если распределять будем, мы заебемся в это. Как раз сегодня общался с одной овцой, блядь, она говорит, слава России, блядь. Я, ёб твою мать, я ей сказал, нахуй. Овца ебаная, блядь, 35 лет, нахуй, из Перми, блядь. Мразота, блядь. Еще, говорит, я татарка, блядь. Пошла нахуй, блядь. Поэтому меня аж взбесило, что как раз насчет Перми, Перем, по идее, блядь, нахуй. Чей он, блядь? Ничей, нахуй. Значит, он будет нашим. Башкортостан жире был. Вот такие мандаложки, мы их, этих мандаложек будем, нахуй, учить, нахуй, как правильно жить, блядь. Как правильно любить родину, нахуй. Не слава России кричать, а слава Башкортостана будут они кричать потом в дальнейшем. И слава Татарстану. Вот примерно вот так будет. А так что? Пиздец, нахуй, ржака, блядь. А чё техника авто?
Ну, так и есть, блядь. Блядь, меня что взбесило, знаете, что, блядь, нахуй? Что вот когда «Слава Украине!» кричат, да, ведь, «Слава России!» не идет. Вы этот, когда нам написал, мне, блядь, хуёво стало, блядь, я сейчас вспомнил. Вот это, «Слава России!» не идет. Вот не рифма, блядь. Вот «Слава России!» Вот сами вот повторите вот так. Не идет нахуй, не рифма, блядь. А «Слава Украине!» рифма, блядь, понимаете, блядь? Красиво, да, блядь, нахуй? Рифма, блядь. А «Слава России!» не идет нахуй. Вот что-то вот эта слава не идет им, блядь, не прет это слово нахуй. А вот какое-то другое слово, гнида Россия нахуй, вот прет как-то, понимаете? Гнида Россия, блядь. Вот прет, понимаете, вот. Нет, самое интересное, пидорасия, блядь. Вот пидорасия вообще классно идет, блядь, нахуй. Пидорасия, пидорасия. Это пидорасия. О, хорошо звучит, понимаете, блядь, нахуй. Можно презентовать, блядь. Пидорасия, блядь. Поэтому слава России не идет. Что именно меня убило, что внутри каждого региона до хрена наших татар. До хрена. Они конкретно уже обрусили. Вот я-то, по идее, нахуй, знакомлюсь серьезно, но получается говно в конце, блядь, нахуй. И все говорят, почему, говорит, ты как-то так, типа, издеваешься туда-сюда. А я им вопрос задаю, блядь, нахуй. Ты за Путина или чё, блядь? Сразу первый вопрос я задаю, ты за Путина или за кого? Все. И минута молчания идет, вот так, молчание идет в ступор. Я чувствую ступор, потому что вы же чувствуете, когда человек пишет, и хуяс он не пишет, блядь. И тут получается нахуй ступор у людей. И я понимаю, что она ушла в себя, так скажем, блядь, нахуй. Она уже не может написать ничего, нахуй, или там он, или она, похуй, с кем ты там, допустим, переписываешься. Вот примерно так. Поэтому это печально, конечно, блядь, нахуй, что в России, так скажем, не только татары такие, обрусевшие, блядь, нахуй, и Кавказ такой же, блядь. И Кавказ такой же, блядь. Ну, это, конечно, не наша головная боль, нахуй, но та головная боль, что у всех это есть, блядь. У всех это есть. В тот день я хотел, не договорил вам или говорил, не помню, пообщаться, нет, после стрима, наверное, это все было. Хотел пообщаться с удмуртами. Я наткнулся на какую-то передачу удмуртов, короче. Удмурт какой-то, не помню, Артем, что ли, Медведев. Денис Медведев, что такое Медведев, короче. Из Америки, короче. И он что-то пиздел. И вот меня взбесило то, что у этих, блядь, удмуртов то же самое. Они хотят с узкими жить. С какими-то хорошими узкими, кроме Путина. Они, оказывается, готовы жить с узкожопами в своей маленькой Удмуртии. Маленькой. Может, она не была маленькой, блядь. Их сделали так маленькой, блядь. Мы же даже зону Удмуртии пока еще не знаем. Я как бы, это нахуй я даже изучать не хочу, потому что все равно там везде будет Башкортостан, блядь. Ебалай в рот там изучать у них что-то еще, блядь. Поэтому, исходя от этого, я понимаю, что, блядь, нахуй, вот этот, так скажем, блядь, Медведев, блядь, я с ним хотел стрим сделать, блядь, ну не выходит, не отвечает, уебок, я ему в Инстаграм написал, молчит, блядь. В итоге, короче, с ним хотел стрим сделать, спросить, ты, как раз-таки, он напомнил, как раз-таки, если помните, удмурт старик или мужик, себя сжег заради Удмуртии, помните? Сам себя сжег, короче. Сжигал сам себя какой-то мужик, короче, помните? Получается, он об этом тоже вспомнил, но он противоречит этому человеку. Он зачем себя сжег-то, блядь? Сжег за свой народ. Он не смог согласиться всем. Но суицид это не наше, это не мусульманское дело. Суицид это как бы он в ад попадет, по идее, блядь. Он в рай не идет, блядь, по идее, я не знаю. Все в руках Аллаха. Но суть, что вот такие в нациях, Удмуртия, помните, до этого я говорил, что Бурятия есть одна овца, блядь, вот здесь в Германии, блядь, которая топит за Навальных, блядь. Мандалошка одна какая-то, хуй проговоришь его имя, блядь, бурятка, блядь, тупорылая.
которая говорила 70% там узкие, 30% только, блядь, мы, поэтому мы с узкими будем жить. Нет, башкир bilan татарда и украинцам это я советую, блядь. У нас не должно быть такого. У нас не должно быть такого, нахуй. Нахуя люди умирают, блядь. Вы вспоминайте за то, что, блядь, наш народ, блядь, умер, вот за это сразу надо вспоминать, блядь. Нахрена они умирают, блядь? За то, что, блядь, нахуй узкие жили. А наши не жили, что ли? Они же умирают не за нас. Им как бы вдолбили, что они умирают за родину. Какая нахуй родина, блядь? Башкиртна родина-то вот такая, вон она там. Не вот это вся нахуй родина, не наша это все. Есть, у каждого есть хозяин, блядь. Выйди нахуй, чуть-чуть сюда, блядь, нахуй. За Челябинск уже это не наше. Челябинск сделали не наше. Поэтому каждая территория должна встать, как говорится, и сказать, что репарации, блядь, будет платить Москва. И повесить всю репарацию на Москву. Почему? Это за минус 100 лет ленинские нахуй расправы, грабежи ленинские. Минус 200 лет. То же самое нахуй, царьки ебаные, узкожопые. 300, 400, 500 до 1552 года, до падения Казани. Почему? Если мы вот недавно историю чуть-чуть, да, изучали, блядь, через эту ебаную нахуй нейросеть, блядь, говорилось, блядь, в истории говорилось, что Казань брала дань у Москвы чуть-чуть там, блядь, чисто просто, блядь, и Семенягина, так себе, вот, поверхностно. Она не ебла. А нейросеть, говорит, набеги делали, говорит, нахуй. Понимаете, как историю преподнесли нам, и эту же историю нейросеть, блядь, читает нам сейчас, блядь. Катает нахуй с гугла, блядь, сука. Получается, блядь, набеги, оказывается, делали татары, блядь, на Москву, блядь. Уму непостижимо, блядь, нахуй. Если до такой степени, нахуй, набеги делали татары на Москву, то, я думаю, нахуй, там бы русских не осталось бы. Понимаете? Значит, они набеги делали не убийственные. Если они, может, и делали, я же не могу сказать, не делали, блядь. Я не могу, я там не был, блядь. А если они даже делали, но они же не убивали. Они, значит, доводили дело, нахуй, что плати, нахуй. Может, они не хотели платить, поэтому набеги были. Вот и все, блядь, нахуй. А там именно набеги были и все. Дальше, блядь, он не описывает, почему, зачем, блядь, нахуй. Нам же никто не рассказывает историю, блядь, правдивую, почему, зачем. Поэтому, исходя от этого, к чему я это веду разговор? У тех, которые вот пиздели сегодня, вот, они каждый день пиздят уж об этом, блядь. И Айсин, и все вот эти чеченцы. Меня вымораживает одна вещь. У них, блядь, то ли какая-то скрытая доброта, узкожопым, блядь, нахуй. Я не могу понять, блядь. Или они на эфире себя культурно ведут. Вот это тоже не могу поймать. И я бы, конечно, если бы я делал бы с ними как с кем-нибудь стрим, я не знаю, они бы, наверное, не выдержали бы меня. Я с ними, не знаю, блядь, перегрызся бы, блядь, нахуй. Потому что ихние проделки, ну, не в моем, как репертуаре, так скажем, блядь, не идут они, нахуй. Козларки, блядь, ёб твою мать, вроде взрослые мужики, блядь. Ну, научитесь уже говорить о том, что черное это белое, вы заебали, блядь. Если, блядь, нахуй, эти ублюдки говорят, что, блядь, нахуй, ненавидят Кавказ, блядь, ненавидят, нахуй, блядь, бусурман, блядь, как вы можете к ним еще обращаться в каком-то мягком, блядь, нахуй, таком милаем, милом таком, блядь, выражении, так скажем, блядь, нахуй, отношений. Вот этого я не могу понять, блядь. Когда вы уже начнете разговаривать на ультиматумах, блядь? Когда вы уже, блядь, нахуй, приведете, нахуй, конкретные факты, блядь, вот как раз же тема эфира репарации, конкретные факты, что репарации будет платить Москва. И все. И вся эта шушера ебаная, которая, если даже оттуда куда-то сгинет, нахуй, всякие, нахуй, Скобеевы, Соловьевы с баблом, нахуй, со всех сдаить, нахуй. Со всех, блядь.
Если помните, нахуй, в платке, нахуй, этот прикол был в ТикТоке или где, блядь, хуй, блядь. Лавров, блядь, в платке. В платке бабушка Лаврова. Бабушка Лаврова, блядь. Бабушка Лаврова, нахуй, вот как раз таки, блядь. Вот даже у Лаврова сдаить все. Со всех, блядь, со всех сдаить, понимаете, блядь. У всех есть бабло. Сдаить и отправить. Все украинцам. Почему? Почему? Вот смотрите. Тут, когда я говорю про месть, да, ведь, оно не определяется деньгами. Деньги хуйня это хуйня, блядь. Это Украина, блядь, до этого миллион раз разрушалась, блядь. Крым миллион раз разрушался и миллион раз его строили. Татарстан также. В Татарстане где-нибудь старое здание видите, нет? От Казанского ханства. Нихуя там ничего нет уже. Все разъебано там, блядь. Может, один-два там что-нибудь стоит и все, блядь. Там статуя, башня Суимбики и все может. И она тоже может. Хуй его, блядь. Не новая, блядь. Точнее, старая. Ремонт сделан, может, я не знаю, блядь. Но суть этот. Исходя от этого, вот эти, ну, мягкость, да, ведь мягкость, блядь, в сторону Москвы, блядь, нахуй, не должна быть. Она должна быть сказана так. Вот у кого есть аудитория, блядь, они должны сказать. Короче, репарация, вся репарация должна платиться, блядь, начиная от Путина, заканчивая, нахуй, последней, нахуй, блядь, уборщицы, нахуй, Кремля, блядь, туалетов. Вот до туда должно все бабки слиться в Украину. И я думаю, вот эта одна ходка, она хватит сразу. Она хватит, даже не надо еще кого-то искать. И потом, которые захотят Себастьяну сделать из Москвы в этот момент, это явно все же будут так валить, да, их найти. Найти, нахуй, как этого армяна, найти как того Кириллова, нахуй, самокатом, блядь, найти. Хоть самокат туда отправьте, хоть стрекозу пусть отправляют. Я не знаю, что отправите, нахуй. Найти, вообще лучше найти в целом состоянии этих людей, чтобы вынести с их счетов бабло. Потому что ебните, бабло как заберете? Надо сперва бабло вынести, потом уже ебашьте его. Бабло все вынести, рассчитаться опять-таки Украиной. Потом, закончив с Украиной, геморрой в регионах еще остается. Вы об этом тоже не забывайте. Почему я до этого и говорил, что ввести надо будет еще по регионам что-то. Какая-то часть золота и так далее, драгоценностей, алмазов, напизженных нахуй, блядь, с Чукотки. Везде все, куда что, да? Откуда сколько ушло, распределить по всем регионам. Ну, допустим, давал регион, у них же все, вот это все, картотека, все останется же в архивах. Допустим, с Чукотки, там, с Башкортостана, допустим, 1 триллион, там, да, допустим, вот как до этого, помните, я говорил, с Татарстана 1 триллион 262 миллиарда в 22 году дали, говорили, вот что такого, такие суммы, да, были, я не помню сейчас уже, что додумываю там, цифрами, блядь, но 1 триллион точно было. Вот по 1 триллиону посчитайте с развала СССР. Пусть вот так примерно хотя бы будем считать, блядь. Вот с 1 триллиона с развала СССР. Сколько? 25 и там пусть 10, блядь, 35. Вот 35 триллионов нахуй должно вернуться в Татарстан. Это я так, поверхностно просто я вам говорю. Поверхностно. 35 триллионов. Башкортостан, да, то же самое. По одному пусть будет там. Не знаю, поскольку она скидывала. Тоже. 30-очка вернуться должна. С Якутии только алмазы шли. Там, наверное, нахуй таких 30 триллионов, ебаный в рот, наверное, блядь, триллионов там будет. Все отдать. Потому что вон у них минус 50, ни газа, ни хуя, блядь, туалет на улице, воды нет, блядь, там пиздец, постоянно какие-то казусы, нахуй, происходят, блядь, нахуй. Нищета, народа нет, нищета, блядь. И пиздец, нахуй. Якутов перебили, ебаный в рот, блядь. Им каждый день надо будет потом трахаться и рожать детей, блядь. Каждый по 10 человек должен рожать, блядь.
каждая женщина должна якутов по 10 якутов родить. Обязательно. Это у них условия должны быть, нахуй. Не рожает, штраф, нахуй, блядь. В алмазном эквиваленте, нахуй. Не рожаешь, нахуй, штраф, блядь, алмаз, блядь. Огромный, блядь. И вот так, вот примерно так, понимаете? Репарации с Украины, разбор должен быть только с Москвы. То, что с регионов, с народа брать, я не согласен. Народ так и так, блядь, сейчас живет нахуй, как хуй его знает, блядь. А то, что те, которые живут, вы их не считаете. Вы как раз-таки их подразумеваете, это тот народ, который на армейские бабки живут. Вот эти асканские наши из Башкортостана мандалошки всякие, бабушки, дедушки всякие долбоебы. Они тоже ни при чем, по идее. Но они собирают, сука, что они собирают там, блядь? Укрытие, нахуй, БМП, блядь. Сука, мангалы, блядь. Мангалы, плетни, нахуй, сплетни, нахуй. Все собираете там, блядь. Вот они будут попадать под раздачу, блядь. Они, они это, блядь, вот это, так скажем, блядь, обычный народ, блядь. А вот этот узкожопый, я скажу его имя, блядь. Это сейчас попробую найти его, блядь. Где-то я их смотрел, блядь. Где я их смотрел? Меня оно взбесило, пиздец, нахуй. Но он постоянно выходит, вы его знаете, вы его 1000 раз видели. Сейчас я скажу его, где я смотрел их, блядь. До хрена я, оказывается, всякого дерьма пересмотрел. Вот. Денис Угрюмов. Денис Угрюмов какой-то. Или Устюгов. Денис Устюгов, наверное. Очень мелко, нахуй. Ну, с какого-то Надов Медиа я смотрел его. Когда Надов Медиа. Денис Угрюмов, Устюгов, блядь, нахуй. Какой-то мужик, короче. Я не знаю, куда он дёру дал, блядь. Вот он. Отвечает за русню. Типа, все должны будут платить, нахуй. Я не согласен. Потому что Башкортостан, блядь, Татарстан, да, я как до этого говорил, блядь, народ, блядь, по идее, нахуй, рабский. Рабский народ, блядь. Там из них, блядь, вот эта одна часть вообще не при делах. И вот эта часть не при делах мы же не можем разделить. Ты не при делах был или ты, блядь, нахуй. Мы же не можем их разделить. Получается, значит, все не будут платить. А по ихнему высказыванию, вот этих, блин, троих, блядь, типа, оказывается, нахуй, ну, к такому, каждый по-разному говорит, приходит к такому тезису, типа, блядь, нахуй, будут платить все, только, так скажем, блядь, нахуй, если, ну, чеченец говорит, блин, если после вот этих богачей останется, будут платить, говорит. А узкий говорит, будут платить все, и даже пенсионерки со своей пенсии хотя бы 1%, блядь. Или там сколько там процентов, я не знаю. И люди после 18 лет, осознав 3 года, с 21 года, будут тоже платить, блядь. Я говорю, блядь, что, ебанутые нахуй? Это что, блядь, хотите сказать, блядь, если даже на народ это поделить, вы хотите сказать, что там дохуя так столько денег угрохано, блядь, и типа мы их не нашкребем? Вы думаете, блядь, нахуй, блядь, с 92 года, не говоря СССР, вы думаете, в Москве мало денег? Вы что-то сомневаетесь, что ли? Но тут возникает другая тема, блядь. Сомневаются. Сомневаются, знаете, в чем? В том, что они все-таки ждут час X. Они войной не хотят. Они хотят умирать. Они не хотят, блядь, нахуй, идти войной на Москву. Вот в чем причина. Они сказали еще, типа, после Путина смена в правительство будет, и, типа, эта смена правительства будет, оказывается, нахуй, все отвечать. Никто не будет с регионов ничего давать. Все, смена правительства, Москва только одна останется, сама будет разбираться с этим дерьмом. Примерно вот такое выражение. Но этим тоже я не согласен. Понимаете, поэтому Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан должны понимать.
Мы должны отомстить, блядь, нахуй, Москве таким образом, нахуй, чтобы Москва никогда в жизни больше бошку не могла поднять, нахуй. Срубить не срубим, ну нагнем, нахуй. Нагнем, нахуй, так, как бы вот так, чтобы они сосали свой хуй. Каждый. Каждый свой хуй сосали. Вот примерно вот такой сгиб должен быть, нахуй. 360 градусов. Только так. А по-другому никак. И чтобы они никогда уже, блядь, нахуй, с этого Сассандра, нахуй, не могли выпрямиться и что-то еще пиздеть там, блядь. Это означает, нахуй, все регионы должны быть сплоченно, блядь, нахуй, разъебывать, нахуй, подъем, нахуй, головы Москвы. Что-то какая-то мразь проснется там с печей ивановских, нахуй, вдруг. Пизда, нахуй. Сразу пизда прилететь должна, нахуй. Ой, из ебеней, с Бурятии, нахуй. Копье должно прилететь ему, нахуй, в задницу, нахуй. Этому узкожопому из Москвы. А в идеале, как всегда я говорю, блядь, нахуй, в Москве не должно быть Москвы, блядь. Поэтому я всегда говорю, давайте, украинцы, давайте я попизжу с вами, давайте, блядь, с кем-нибудь, вы вытащите меня на эфир какой-нибудь, блядь, на какой-то, блядь, так скажем, блядь, нахуй, где аудитория дохуя, блядь, вытащите, чтобы, блядь, меня услышали, блядь, нахуй, внутри, блядь, государства в Украине, блядь. Понимаете, блядь? Или донесите им эти мысли мои. Что, блядь, нахрен? Украина должна забрать полностью Москву. А вам, блядь, Трамп, ну, еще там еще новости почитаем что-нибудь, да? Потом, насчет Трампа еще добавлю. А Трамп, нахуй, получается, тут, нахуй, вам вроде помочь хочет, да, ведь? Но не с землей. Понимаете, меня вот это выбешивает, блядь, не с землей, блядь. Получается, по ихним словам, что я каждый день уже слышу, блядь, этот, блядь, сука, этому гондону, блядь, от роду, нахуй, 2 недели, блядь, он никак не может, нахуй, разобраться, нахуй, то, что он пропиздошился до этого, блядь, нахуй, там, с Украиной разберемся туда-сюда, блядь, он что-то, блядь, восвояси ушел куда-то, нахуй, уёбок, блядь, и тут, нахуй, нагоняет, типа, блядь, нахуй, давай, типа, блядь, еще вы платите, а потом мы вам поможем. Это что за нахуй, блядь? Это что за нахуй бандитский Петербург, нахуй? Я же вам, блядь, изначально сказал, блядь, нахуй. Он, блядь, пошел по стопам Путина. Гопстопсником стал он, блядь. Понимаете, нахуй? Пальцы веером пытается америкос, нахуй, крутить нам, нахуй. Охуел, что ли, блядь, нахуй? Я же вам всегда говорю, европейцы и американцы до нас еще, блядь, да как до Китая, нахуй. Наша, нахуй, вшивость, нахуй, им еще не снилось, нахуй. Мы их, нахуй, так скажем, блядь, во сне выебем, когда они будут спать, нахуй. И не заметят, нахуй, что их трахнули, блядь. Понимаете смысл? Они не понимают, что мы такие ушлые, блядь. Они не могут понять, нахуй. Это каждого касается, блядь, кто жил в СССР, блядь. Они могут понять этого. Поэтому я, исходя вот этих, то, что я слышу, я охуеваю. То, что, блядь, Трамп, нахуй, идет по стопам, блядь. По стопам я не сказал. Как? Гренландия, блядь, Панама, блядь, еще что-то, еще. Да ты, сука, за Америкой есть что-нибудь? Вот дайте ему что-нибудь за Америкой. Найдите ему что-нибудь, какой-нибудь остров, пожалуйста, а? Пусть заберет нахуй за Америкой, заебал уже, блядь, нахуй. Дай, блядь. Ёбаный бизнесмен сраный, блядь. Ну пусть забирает уже, он затрахал уже весь мир, нахуй, блядь. Чего ему не хватает, уёбок, нахуй. Нетаньяхи, блядь, нахуй, Гондону не хватает газа, блядь. Еще что-то он хочет. Ну газу дайте ему нахуй в жопу, блядь. Газу накидайте нахуй. Этому гондону дайте какой-нибудь остров еще там, за Гренландией, за Америкой. Что-нибудь найдите, пожалуйста, а? Что-нибудь найдите, я не знаю, блядь. Вот между Японией и Америкой что-нибудь найдите, дайте ему, подарите нахуй, подарите, блядь. Сука. 78 лет, уебок. Потом, блядь, всегда я говорю, блядь, я же говорю, блядь, даже вот осуждая, блядь, вот этих, блядь, балаболов, которые пиздят по всем каналам, да, ведь? Ну, я тоже, наверное, уж один из этих балаболов, блядь. И исходя от этого, блядь, вот этот, блядь, нарратив,
который гонит нахуй сейчас на Зелю, блядь, мне уже давление делает. Мне уже давление делает. Украинцы должны ответить, блядь, Трампу нахуй, что хуи нахуй, соси нахуй украинские, блядь, и еврейские наши, украинские еврейские хуи нахуй соси, Трамп, блядь. Никаких денег не получишь нахуй, никакие нахуй залежи нахуй из-под земли нихуя не получишь, пока нахуй всю Украину обратно не вернешь. Ультиматум на ультиматум, вы заебали нахуй, как девочки нахуй, блядь. Вы уже, блядь, сдохли уже там, блядь, пол Украины сдохла, блядь. Вы определитесь уже, блядь, за что воюете, блядь? Отдать этим пидорам, нахуй, Русне, блядь? Нихуя. Вы уже Крым отдали, блядь. Подарили Крым, блядь. Это ваши компетенции, по идее, этот Крым был, блядь. Крымские татары, по идее, если уж гнать на вас, блядь, я же тут на всех гоню. Крымские татары под вашим юрисдикцией были, блядь. Они поверили в вас. Их один раз лоханул этот пидорастический, нахуй, империя, блядь, нахуй. Отправили, блядь, в Азию. А теперь вы, нахрен, предали их, блядь, отдали, нахуй, на съедение, нахуй, этому гандону, блядь, Путлеру, блядь. Понимаете смысл какой тут идет, блядь, нахуй? Вы думаете, что, в Крыму охуенно? Нихуя не охуенно, блядь. Да, они, как будто бы, они, понимаете, людям лишь бы были деньги. Понимаете? Вот этот контингент, вот люди такие, блядь, нахуй, лишь бы были деньги. Если даже Трампу, гандону, деньги нужны, блядь. И ему даже, блядь, все хуйня. А почему? А, вот это же я еще хотел сказать. Хорошо вспомнил, блядь. Трамп, гандон. Знаете, почему, оказывается? Это я в новостях слышал, но и сейчас буду додумывать сам. И вот этот Маски шоу, блядь, Илон Маск, блядь, все-таки конкретно нахуй подсел старому маразматику Трампу нахуй на уши, блядь. Оказывается, нахуй эти залежи ваши, залежные ваши, блядь, так скажем, залежные, блядь, ваши залежные нахуй все руда, хуюда, блядь, вот эта вся хуйня нужны, оказывается, как бы по новостям говорят, там для айфонов, для телефонов, блядь, для чего-то, хуй, для Луны, блядь, Марс, блядь, куда он лететь хочет, этот хуй, Илон Маск, блядь. Вот для этого. Смысл, понимаете? Тут, получается, нахуй, шептун у нас появился, блядь, который шепчет, нахуй, ему в хуй, блядь, каждый день вот так в хуй берет его, шепчет Трамп, Трамп, Трамп. Говорится, блядь, нахуй, надо с Украины что-то доить, нахуй, а потом предлагать оружие, блядь. И вот и все. Этот шептунчик Илон Маск, блядь, нашептал, блядь, конкретно, нахуй. Сука, на статью гандон нашептал, по идее, конечно, блядь. Ну, то, что, блядь, нахуй, на Зелю, блядь, получается, ставят ультиматум, блядь, таким образом, как я обещал, блядь, что он уже говорил, блядь, что и Путина, нахуй, подожмет, и Зелю подожмет. И вот, нахуй. Блядь, ты нам баш на баш, ты нам, мы тебе, ты нам, мы тебе. Окей, договорились. А тогда Зеленский должен сказать, блядь, нахуй. Но если на то пошло, вы что пиздели? Вся Украина должна быть в Украине. Не так ли? Байден что пиздел? Примерно вот из этой категории. Ихние вот эти прошмандовки что пиздели? Прошмандовки, которые бегали возле них, что пиздели они? Они пиздели, что Украина должна вернуться, Крым вернуться должен. А где? А бах, приходит Трамп нахуй, и можно продать все? И мать родную можно продать, да? Понимаете, здесь вот самое печальное, что, блядь, нахуй, вот те люди, которые умерли, украинцы, они там в гробу охуевают. И если, блядь, нахуй, кусок, блядь, земли отойдет с Украины, блядь, в пидорасию, они ни за что умерли. И это будет на вашей вине. Это будет на нашей вине, мог бы я сказать, но мы не с Украины, блядь. Мы не с Украины, блядь, нахуй. Но вина в наших людях есть. В наших людях есть вина, но не такая вина, блядь. Не за вашу территорию. А за то, что, блядь, они просто пошли, блядь, убивать вас, блядь. Это другая тема. Ну, ваша вина, блядь, отдать эти земли, это пиздец, нахуй. Потому что
у вас это будет 2-0. Крым отдали, и вот этот кусок земли отдаете. А наши предки за эти куски земли, нахуй, воевали, блядь, столетиями, нахуй. И эти куски земли, как они достались вообще украинцам, блядь, я явно уж думаю, блядь, не просто так. Поэтому, исходя этих кусковых вещей, возвращаясь к тому моменту, Москву надо забирать. Москву надо забирать, блядь, до Воронежа, блядь, это все ваше, блядь. Я же вам говорю, блядь, давайте заберем все вместе. Все, до Ингрии это все ваши земли. Я не хочу, блядь, слышать, что есть Москва, блядь. Я хочу, блядь, нахуй, из Уфы, если даже мы запустим поезд, чтобы она ехала, блядь, нахуй, не в Москву, а в Киев-2. В Киев она должна ехать. Будет Киев Original и New Киев. Понимаете, блядь, нахуй? Оригинальный будет на своем месте стоять. А новые, испеченные, блядь, вот так. Поэтому, я не знаю, люди, знаете, вот в чем у нас во всех проблема одна проблема есть. Башкортостан с Татарстаном не может поднять людей. Мы не можем поднять людей. Люди не могут понять, что жизнь у нас одна. И все хочет пожить, кайфануть, нахуй, пожить они хотят. А им власть, по идее, неинтересна. Им не нужна эта власть, с кем они хотят пожить. Им похуй, с кем они хотят жить, блядь. В итоге, получается, подобие нас, людей, так скажем, блядь, пальцами можем посчитать, блядь. Но в то же время внутри их дохуя. Но это вот это дохуя, мы не можем, блядь, вытащить. Как всегда я говорю, возвращаясь к этому, у нас нет плацдарма, чтобы их вытащить. У нас нет плацдарма. Где есть плацдарм, постоянно, блядь, со всех радио трезвонят уже, что в Украине не хватает людей. Понимаете как? Сейчас уже, блядь, нахуй, оружие, понимаешь ли, дохуя стало. Теперь людей нету. До этого оружия не было, люди тоже не было, блядь. Сейчас и того, нахуй, нету, блядь. И в итоге, блядь, в оконцовке людей нету теперь, блядь. Понимаете? До этого, блядь, не разрешали, нахуй, стрелять. Теперь можно, оказывается, стрелять. А почему-то все равно не стреляют на Москву. Почему вы в Москву не стреляете? Вот этот вопрос, блядь. Вот украинец тут есть или нет? Федор Гладиатор, боже, да что он несет? Я, что ли, что несу? Вот таких Федоров и всяких Иванушек, чтоб не было, понимаете, вот это я несу. Я хочу, чтобы, нахуй, вы сгинули, нахуй, из Башкортостана, с Татарстана, с Украины, блядь, с Чечни, с Дагестана. Вы чтоб уебали куда-нибудь, я не знаю, блядь, на Луну, нахуй. Заказывайте, нахуй, Илону Маску, нахуй, блядь, что-нибудь и пиздуйте, нахуй, а. По-хорошему, нахуй, уебывайте, чтобы мы забыли, чтобы была вообще нация русни, блядь. Чтобы мы забыли вас, нахуй. Вот это, нахуй, я несу, блядь. Несу я, блядь. А вы, нахуй, вот именно, нахуй, вот вы несете, нахуй, блядь, нахуй, в Украину только, блядь, нахуй, дерьмо, блядь. Конкретное, блядь. Поэтому, ладно, не будем перескакивать на другие темы. Меня вымораживает еще одна вещь. Когда речь идет вот именно о вот эти, блядь, нахуй, репарации, да, ведь, блядь, вот как этот узкожопый говорил, блядь, Денис вот этот, блядь, какой-то, блядь, что всех он, блядь, пытается обвинить, блядь, все нации. Оказывается, нахуй, они, типа, сейчас все за Путина, блядь. Ну, прикинь, блядь, прикинь, нахуй. Ему, блядь, вот я вопрос задаю этому узкожопому, блядь. Но если внутри пидорасии этой столько национальностей, нахуй, все вы, нахуй, взяли их под один колпак, нахуй, в рабстве они. Как они должны вообще вести себя тогда? По-другому, что ли? Ага, есть там по-другому, кто себя вел.
посадили нахуй. То на 5 лет, то на 10 лет нахуй. Вон последний раз кого-то на 8 лет посадили. За просто какую-то СМС 500 рублей оплата куда-то 500 рублей. Или, нет, просто что-то написали. По Татарина я грузился недавно. Татарину, блядь. Потом еще почитаем. Татарину 17 лет, блядь. Или сколько ему, блядь. 2,5 года дали. За то, что он просто, нахуй, СМС-ку кому-то что-то отправил, блядь. Все, 2,5 года, нахуй. Ему еще 20 нету, малыш, блядь. 2,5 года. Да как вот в этой пидорасии вы потом говорите, нахуй, типа, блядь, какие-то нации есть, блядь. Что-то я не вижу, нации есть или нет, нахуй. Вы же вроде подряд всех сажаете, блядь. Особенно, нахуй, блядь, нахрен. Отправка, как уже 1000 раз говорил, блядь, Башкортостан, Татарстан, Бурятия, это лидирующие, нахуй, смертники. Это смертники, лидирующие, которые, нахуй, все отдали, нахуй, за Путина, блядь. Все, их нету, блядь. Ну да, еще какая-то 1100, нахуй, вернется инвалидов. Башкортостан с Татарстаном. Вот они есть где-то, блядь. В тот раз, помните, говорил, блядь, есть они, инвалиды эти, в коридорах валяются, блядь. Потому что там места нет в больничках. То ли не ложат, то ли в коридорах у них место на полу. «147 человек сидит». Да ты в Татарстане был, смертник, съезди, посмотри, как люди живут. И как они там живут. Как они там живут, люди. А что насчет Республики Саха? Ну, Саха, Якутия, я же говорю, блядь, само собой независимость. Само собой независимость. Если вы даже не захотите, мы вам его создадим, блядь. Вы что, в обход нас будете ходить? Летать, что ли, будете потом? Насчет репарации, Саха репарации тоже не будет платить, само собой. Вы найдите сперва, блядь, в Москве свои алмазы, потом эти алмазы посчитайте, отдадите Украине. Проблем нет. Очень хорошо живут. Вот я поражаюсь, блин. Ну, я просто на другую тему не хочу переходить. Мы потом будем читать, как вы хорошо живете, блядь. Вот поражаясь над людьми, заходят в мой башкирский сайт, говорят, ты в Татарстане был или нет? Я здесь вообще пизжу уже в течение больше года уже, да, уже, блядь, год и чем-то, да, блядь, за Башкортостан и Татарстан. И удивляются, с меня спрашивают, ты был или нет, блядь. Поймите, внутри Башкортостана что творится и Татарстана один хуй, блядь. Где-то убыло, где-то прибыло, нахуй. Один хуй, блядь. Хорошо живете, это чё, блядь? Которые, блядь, в армейке, нахуй, убивали, по 200 тысяч получаете, а другие такие же. От 12, нахуй, тысяч, нахуй, блядь, до 30 ваши зарплаты, блядь. Вы кому что-то лечите, нахуй? Он говорит, был или нет, нахуй, блядь. По уши в кредитах, нахуй, блядь, все, блядь, вы. Был или нет, нахуй. Все в ипотеках, нахуй, как до соплей. Был или нет, мне хуй там быть, нахуй, блядь. У меня все родственники там, блядь. И знаю, как они живут, блядь. Как они живут, как себя ведут. За кого топят даже знаю. Манхурты одни, блядь. И, говорит, были, не были. А Чичи надо притащить. У меня зарплата 200 тысяч экскаваторщик. Блядь. Охерей. Ну, что там, блядь. Давай тогда весь Татарстан с Башкортостан экскаваторщиками сделай. И что с этого? Экскаваторщик, все экскаваторщики. И что с этого?
Вон один день дядя один говорил, блядь, у него сын тоже, говорит, там около 200 получает. Ну шо? Шо с этого? Сібірда қойдадыр. И что? Вы поймите одну вещь, блин. Вы думаете, что зарплата твоя, это перекрывает нищету Башкортостана с Татарстаном, что ли? Если по зарплате говорить, я сейчас просто на другую тему будем уходить. Как говорится, это не тема будет вот этого бардака. Потом туда перейдем, потом будем все тему обсуждать. Чтобы народ Башкортостана с Татарстаном, Ичкерии и так далее, каждый по 200 тысяч, окей, договорились, по 2000 евро это будет примерно, да ведь? Пусть это курс такой сегодня. Посмотрим, какой курс сегодня. Для прикола, как раз я вам скажу. Так, курс. 1 евро. 104,45, вот у меня показывает. Этот 1 доллар. 100. Ну вот 1 доллар. 169. И этот евро 104, да, говорил? Вот и думай. Получается, ты 200 тысяч получаешь. Это значит 2000 долларов ты получаешь. 2000 долларов. Только ты получаешь так. И вот эти рядом с тобой экскаваторщики. Вот и все. А пенсия сколько? Пенсия сколько? Потолок, блядь, нахуй. 20 тысяч, блядь. Потолок. Ну, после этого, что ты хочешь сказать, блядь? Как вот теперь я тебе скажу, как в Европе происходят вообще дела. Пенсия от 900, я слышал у одного ингуша, я постоянно говорю, своими ушами слышал, блядь, я с ним общался. 900 евро. Пенсия. 90 тысяч вашими. Пусть будет вот так. Зарплата. Ну, пусть будет тоже минималка, как здесь сказали, минималка, пусть сказали, от 1300. Вот ниже 1300 тебе не имеют права платить. Это 130 тысяч пусть будет. Но это у всех. Вот в чем прикол, блядь. В чем разница Башкортостана с Татарстаном? В том, что только ты, экскаваторщик, получаешь 200, а другие хуй поймешь, сколько получают. Неизвестно. Итог – нищета. Стабильности нет. А здесь есть стабильность. Да, вы можете сказать, там, бомжи, там, то, все. Базара нет, блядь. У кого нет документов, они бомжи. А у кого есть документы, они нормально живут. Вот и все. И плюс, здесь они выгоняют, приезжают, выгоняют. Они уже заебались выгонять. Они же не как вы гестапо, нахуй. Есть у них тоже маневр иногда, блядь. Бывает такой, блядь, нацизм. Но не как у вас. Это вы любите гастарбайтеров выгонять нахуй всех. Сразу брать и депортировать нахуй. Или вообще подавно вешать на них, блядь, какие-то статьи, блядь, вдобавок еще, блядь. Вот так вот. Короче, насчет репараций, вот примерно я вот с моей точки зрения, я вам примерно объяснил. Репарацию мы берем, Башкортостан, Татарстан и все другие регионы должны понимать. И не надо так, типа, как они говорят, будем обсуждать дальше. Это как бы не сегодняшний заканчиваемый вопрос, там не мы будем это считать, блядь, экономисты должны считать. Это нихуя. Нам ничего не надо считать. Нам ничего не надо даже думать, блядь. Че мы, блядь, тупорылые, что ли? 1+1 не умеем считать, что ли? Нам нужно услышать, блядь, сумму Украины, ущерба. Это когда еще будет, блядь, война еще идет, блядь. Ущерб, допустим, энная сумма там. Все. Поехали на Москву, собрали нахуй все. Все, отправили в Украину. Не хватило? Стрясли нахуй со всех олигархов нахуй. Они, конечно, на мушке будут.
Даже те, которые съебались. Стрясти со всех олигархов, вытащить и все отдать Украине. Плюс, еще тут один плюс есть. Вы не думайте, что Украина только вот эти вот подымем и все поможем, блядь. Мы еще должны им, блядь, помочь. Знаете чему? Долги кто будет отдавать ихние? Они сейчас в долгах, как в шелках, нахуй. Вот этот Трампу, нахуй, как они долги будут отдавать? Вот эту часть разъебанных мест, нахуй, долги еще добавить надо будет, нахуй. Прибавок, блядь. Противовес, нахуй. Ко всему, нахуй. Это чисто конкретно ради Аллаха это сделать нужно. Чтобы они, нахуй, из говна выбрались побыстрее. И начали нормально жить. И потом, еще украинцам, нагон на украинцев. Во. Украинцам раз и навсегда, вот я говорю, вот меня запомните, сфоткайте нахуй, отправьте в Украину. Вот прям повесьте мой плакат туда, куда-нибудь нахуй, в видное место. Украинцы никогда нахуй не должны унижаться в Евросоюз заходить, блядь. Вот запомните мои слова. Никогда нахуй в Евросоюз не входить, блядь. Не входить нахуй. Это вообще-то родина моей тети. По жизни она была в Украине. И в Украине должна она остаться. Нахуй в ЕС, ПС не надо, блядь, нахуй. Вы должны быть выше. Мы же ушлые, блядь. Мы же ушлые, нахуй. А европейцы, по сути, они, блядь, нахуй, недалекие, нахуй. Они не ушлые. Понимаете? Они простые, не ушлые они. Они, может, себя и 28 стран наебать могут, но нас не наебут. Поэтому вот эта ваша неприкосновенность, ваша независимость должна оставаться внутри. Не будьте лапшами, нахуй. Не будьте хуйней, блядь. А будьте нормальными, нахуй, людьми, блядь, мужиками, блядь. За что вы бились, нахуй? Чтобы войти в этот ебаный ЕС, что ли? Нахуй он вам нужен? Потом же с вас доить только они будут, нахуй. И все население ваше будет работать не в Украине, а здесь, в Европе. Нахуй вам это надо? Дотационщиками вы будете потом. Нахуя? С вас будут доить, нахуй. Второй Башкортостан будет. Вторая Чечня будет. Понимаете, вы не можете понять это. Почему я против Турана, нахуй? Я ебал в рот Туран, нахуй. ЕС тоже нахуй мне не нужен, по идее, блядь. Они сами собрались, пусть живут. А это они, это другой контингент, другие люди, нахуй. Вы другие, мы другие. Поэтому каждый у себя, нахуй, у себя должен быть ханом и падишахом. Только у себя. Не надо, нахуй, блядь, тут, блядь, приплюсовываться. Мы ЕС, мы ЕВС, блядь. У соседей ребенок проснулся. Говорит здесь в Европе. Ну. Что-то случилось. Мелкий. Вот так примерно, понимаете? Ты на дотации или трудишься? Да какой трудишься, блин, не дают работать. Вот что прикол, блядь, нахуй. Они не дают работать, нахуй, блядь, нахуй. Я хуею, блядь. Меня вот это выбешивает, блядь, то, что они не дают работать. Он где живет, в коммуналке, что ли? Блядь, лучше, чем коммуналка, ты чё, блядь, оскорбляешь? Коммуналка это у вас там, блядь, в пидорасии, блядь, коммуналка, блядь. Здесь, блядь, все цивильно, нахуй. Тема нормальная. Он Грозно живет. Здесь. Какой Грозный, блядь. Грозный, блядь. Да, блядь. У Рамзана, блядь, в хате живу. Ой, блин. Короче, давайте пока перейдем тогда по новостям. В мире, что происходит, почитаем. Как обычно. То давно не читали.
Ну вот этот, по этому, по Ахмад Кадырову, последний, я сегодня закидывал этот новость, вот. Тумсо сказал, короче, что Ахмад Кадыров это натуральный манкурт, натуральный, который сам признал и поддакивали, так скажем, доказывали это Путин и еще один хуй там, я не знаю, ладно, входить не будем, не знаю второго как зовут, у него нет описания почему-то. Короче, суть, что Путин знал, точнее, не знал, а вот как бы говорил, что оставь, я все знаю, я сам сейчас. Вот. Ну, это якобы всем рассказываю. Что знал, что, короче, Ахмад Кадыров предатель. Но вот здесь слово предатель, конечно, Тумсо пишет, надо писать манкуртом. Манкурт. Потому что предатель это как-то звучит по-русски и как бы больно мягко. Это мягко сказано, блядь. Вот манкурт это уже определение. Это уже определение человека, мы уже будем понимать, что за чувак это. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что это не у вас только эта болезнь. Так что насчет этого как бы вы не думайте, то, что там я пытаюсь там кого-то там уткнуть, унизить или что-то в этом. Нет, это болезнь у всех. Я просто тем самым хочу показать людям, что вот эта болезнь не только в Чечне, блядь. Это болезнь, въевшая уже, блядь, нахуй. Башкортостанда, Татарстанда, Чувашия. У всех это есть. И вот это меня и выбешивает, то, что мы не называем людей как есть. Как есть. Вот эта игра вот этих балаболов наших, которые начитанные сидят там, стримы ведут, блин, не говорят как есть. Уже нужно говорить как есть, уже все, ты, может, завтра сдохнешь. Ты же не знаешь, ты скажи уже нам, донеси, ты же взрослый, донеси нам как есть, блядь. Кто нам враг, блядь. И поэтому добавлю сюда, как раз таки из той же тематики, так скажем, про Чечню и про все. Там как раз таки русским нужно свою республику создать. И вот, вспоминая прошлые эфиры, добавлю, как раз если тут братан чеченец тут есть, я ему как раз таки донесу, чтобы он своим тоже донес одну вещь. До Воронежа, вот предел до Воронежа, ну, представили карту, ну, мы карту знаем, да? До Воронежа должен быть Кавказ. Этим вы должны согласиться хоть как. Вот до Воронежа контроль должен быть у вас. Так скажем, контрольный пакет у вас должен быть. Это у кого? У чеченцев снизу вверх, да, идем? У чеченцев, у дагестанцев. Ну, я ингушей, я уж перечислять не буду. Вот у всех, короче, контрольный пакет должен быть. Я не знаю, вот так поделите его, вот так поперек поделите, я не знаю, зигзагами поделите, я не знаю, но до Воронежа это все ваше должно быть. Почему? Я почему это склоняю так? И я там и по своим землям то же самое я говорю, чтобы между вами нигде ни один переулочек не должен проходиться узкожопами. Узких не должно быть ни на одном переулочке. Понимаете смысл? Ветер, сквозняк не должен быть. Они сквозняки. Так уж культурно выражусь. Сквозняки не должны быть. Сквозить, чтобы не продувало вас. Вас может только продувать это Крым, прикосновение Крыма с Кавказом, как раньше. Крымское ханство, Астраханское ханство примерно. И до Воронежа соприкосновение с Украиной. Вот эта тематика должна быть у нас у всех, вот от 30 до 50 лет у мужиков, которые пойдут на Москву. 30-50, вот постоянно эту цифру говорю,
людей, да, в возрастные категории, ниже не нужны, выше не нужны. 30-50 вот. Если мы как пойдем ради Аллаха на джихад, мы вот эта возрастная категория должна сходить. Умрем, нет. Все, вот так вот. Кому суждено, останемся, вернемся, будем дальше жить. Рахатланып, все будет нормально. Просто смысл, что с Кавказа, я считаю, тоже так же, ну, я не знаю, сколько они вы выделите, допустим, я скажу 50, а может вы скажете 500 даже мы выйдем. Я же не могу сказать вам 50, давай, а выйдите 500. Я же не могу сказать, да, так? Я хотя бы, я говорю, 50 тысяч должны стоять против Москвы. 50 тысяч. Допустим, 25 тысяч с Чечни, 25 тысяч, точнее, из Чечни не буду говорить, с Ичкерии. 25 тысяч с Ичкерии, 25 тысяч с Дагестана и по 25 тысяч хотя бы, говорю, за Башкортостан с Татарстаном. Вот, 100 тысяч. Вот эти 4 мусульманские контингенты должны быть 100 тысяч, которые пойдут на Москву. Не говоря там узкие наши, вот эти узкоглазые наши еще буряты, якуты, они все должны встать. Все. У них тоже надо собрать там тоже 1050. И Поволжье. Ну вот это вот. Эрзя, Мокша, и с них тоже полтинник. Вот 200 тысяч. 200 тысяч на Москву. Я думаю, 3 дня нам хватит его раздолбать. Вот и все. 3 дня. Поэтому мы, знаете, вот единомышленников мы, которых балаболов, которых мы слушаем, да, подобие как я, нас много. Но ни один вас не зовет на оружие. Ни один. Вот меня вот это выбешивает. Почему нам не взять оружие в руки? Почему? Почему вы, имея какие-то лычки, имея какие-то преференции, плюсы, минусы, где-то там, связь там с Украиной, с Англией или еще с кем-то, вы почему не делаете плацдарм? Почему вы постоянно прете, как Кашапов постоянно говорит, вот сейчас Турция поможет? Не нужна нам помощь Турции. Не нужна. Мы не опущенные. Вот, может, вы считаете, что ваш народ опущенный, но мы-то не опущенные. Нам это не надо. Мы не хотим, блядь, быть опущенными. Точнее, вам казаться опущенными. Если мы были бы опущенными, я считаю, вот по себе, я бы там остался бы. Жил бы как лох, педальный нахуй, который, блядь, нахрен, любой свист нахуй сказали бы идти на войну, пошел бы на войну. Ну я же сходил 2 года в армию, эту сраную армию, узкую армию. Вот примерно эта категория. Я на своих ошибках научился, что с ними срать даже нельзя, опасно. Кинут гранату под тебя. Поэтому, исходя от этого, я считаю, что Кавказ, Урал и Якутия – это вот 3 огромных полушария, которые могут маленькую Москву задушить. Задушить таким образом, что она никогда больше не вякала вообще нигде. В эфирах больше мы не видели узкожопых нигде. Подавно навальнистов, Каца и всяких Яшкин-Кутов и вся вот эта шушуру сраную, тюремные нахуй, которые выползли откуда-то с тюрем нахуй, блядь. А, еще этот Ходорковский гнида, блядь, еврейская. Ну, вот этих не должно быть вообще. Мы их не должны, вот они должны, они пусть живут, мы похуй на них, блядь. Они не должны править вообще в России. Поэтому Россия слова не должно быть вообще уже. Мы должны забыть, что есть Россия. Чтобы вот здесь, во Франции, говорили, блядь, что там Башкортостан, там Татарстан, там Ичкерия, там Дагестан. Никогда, чтобы нам не говорили руссо-турисо, руссо-турисо, но, не, руссо-турисо. Мин башкорт, мин нохче, допустим, да? Вот так должно быть. А мы не стремимся к этому. Мы идем, знаете как, типа, час X. Час Иксом
вспоминая опять эту репарацию, час Х мы ничего не заплатим. Во время час Х Украина может забыть про репарацию. Потому что там будет, я думаю, не, ну как бы, знаете как, не тишина, а будет, знаете как, моя хата с краю. Понимаете? Потому что во время час Х придут не те люди. Вы что, думаете, в каждом регионе нет своих волков? Вы думаете, только мы одни? Да там до хрена этих, кто ждет час Х, блядь. Которые хотят разделить этот, раздолбанить этот американский пирог, так скажем, на кусочки. А таких, так скажем, династий до хрена. Не только в Чечне, в Башкортостан, блин, Татарстан, да? Все эти тейпы, всякие хрень, у нас тоже разделяй властвуй, там до хрена образуется. Из старой категории овечек этих, всяких вот этих рахимовских. И еще кто-нибудь вылезет, блин, неизвестный вообще, которого мы даже не знаем, в глаза не видели. А Хабирова, Бадранова, само собой, не будет. Они сделали свое состояние, они могут в другом месте жить. Но мы-то им не дадим так жить. С шакалом шакалская жизнь должна быть. Мы их оставим, блядь, у разбитого корита, само собой, блядь. Бөтенесе акчасыз калачак. No money, no funny. Вот так должно быть, понимаете? Ой, блядь. Такер Карлсон рассказал Скобееву о попытке убрать Путина. Ну, вот этот прикол, конечно, и смотрели вообще жестко, ржака, блин. Вот он, блин, конкретно делает, конечно. Вот здесь прикол, короче, дебилоида. Где-то в Мьянме, короче, делали этот, практику какую-то с дроном. Повесили настоящую бомбу, короче, и оно взорвалось под ногами у него. Придурки люди. Вот такая вот фигня, блин. Повесил на дрон ракету, и она бахнула вниз, блин. Идиоты, блин. Так. Ну вот, этот Сырес Булаян говорил, коллег зачистят. Как он рассказывал, что, оказывается, в прошлом, в 45-х годах, когда вернулись калеки, ну, так скажем, инвалиды, до 65-го года их не видно было. Вот они за 20 лет их, оказывается, выпроводили по всем, блин, островам, по всем окраинам спрятали этих всех инвалидов после войны. Прикиньте. А потом, через какое-то время их кинули. Само собой, уже тогда кинули их. И в итоге, получается, кинув, они стали бомжами и так далее, и так далее. Вот если вспомните, в Москве во всех переходах эти все афганские инвалиды. А до этого, оказывается, еще у нас, когда не было вообще, были вот такие инвалиды. Понимаете? 45-х годов. Они куда делись, думаете? Вот они, чтобы не позорить, так скажем, сталинскую жопу, их они спрятали где-то в колхозах, в деревнях, в каких-то санаториях каких-то, блядь, где вообще никто никого, никогда им никто не помогал, блин. Вот и туда их засунули всех, блядь. И сейчас то же самое. Сейчас то же самое. То одну какую-то гостинку покажут, что там хорошо, потом бах, другую показывают, что там они в коридорах валяются. Понимаете? Вот такая тема, блин. И больничка, и гостинка, и дома отдыха, и так далее. И со всех щелей свистят, что с этими инвалидами общаются как со свиньями, грубо говоря. Денег нет. Еще Кидалова по деньгам, Кидалова со всех щелей. И все равно из Башкортостана, с Татарстана прут туда. Ладно, другие прут, блин. Ну, наши-то что, куда вы прете? Идиотизм полный. Ну вот там, вот смс-ка.
А вот та мне пишет. Внешность обманчива, мне пишут. А син кем тогда предатель Буласан? Мне пишет. Да, без комментариев, ты про себя, наверное. Слава России, такого никогда не будет. Ну, я ей сказал, короче, я говорю, мы-то скоро придем, я говорю, раздалбливать Москву, блин. А она мне пишет, слава России, такого никогда не будет. Будет, будет. Слава России не будет. Пидороссия будет. Так. А, ну я его этот не досмотрел. Сирия дала Турции пощечину. Короче говоря, Сирия променяла Турцию на саудитов, короче. Эрдоган в шоке. Э, Турция восстанавливает отношения с Израилем. Э, Короче говоря, какая-то хрень там у них произошла. Кошка пролетела между ними, наверное, черная, блин. Ну, этот, именно Озакахатла Харамадам, хз, короче. Но суть в том, что э, поймите одну вещь. Арабы, наверное, будут тянуться арабам. И как раз до этого, помните, историю какую-то Тамаки, что ли, Тумуки слушал. Говорится, что турки, это арабы турков по идее не любили. Турки арабов не любили. Поймите одну вещь, блядь. Нам прилизываться, блядь, каким-то непонятным туркам, нахуй, башкар, блядь, татарга, это, я думаю, неуместно. Неуместно вообще, блядь. Мне кажется, вот этот, где родился, там и пригодился. Вот это выражение будет подобающее. Тебе ближе будет, нахуй, вот тот же Удмурт с марийцем и Сырыс-Болаянь, Эрзя-Мокша, Мордва. Тебе она будет ближе, чем этот какой-то сраный турк, блядь, с азером. Понимаете смысл? Вы бы еще сказали бы какими-то нахуй аборигенами нахуй вы хотите подружиться, блядь, в Африке. Или там еще в Мексике где-то. Скажете? Вот давайте. Они вам помогут. Аборигены вам помогут с копьями, вся хуйней пойдут вас защищать на Москву, блядь. Будет дружба вам. Башкар, блин, татарга. Чё, нормально? А нахуй вам Эрдоган? Аборигены тоже люди, такие же. Сарказм. Ну вот еще в Таджикистане какая-то хуйня. В колонии, блядь, 3 работников ёбнули и еще штурмовали колонию силовики Таджикистана, уничтожили 10-15 зэков. Ну, там до хрена уничтожили, говорят, и не говорят, говорят только 3, а уничтожили хз сколько, блядь. Короче говоря, типа всех, это опять из той категории, блядь, что там ИГИЛ, блядь, ХУИЛ, блядь, еще что, блядь, нахуй. Имам Али Рахмону, как и Каримову, мерещится все. Люди уже пересидели, у них уже все припекло нахуй. Им будет мерещиться все. У Путина то же самое. Вы что думаете? Ему не мерещится? Мерещится! Вот это, блядь, из песни нахуй. Им все мерещится, понимаете, нахуй. Поэтому там взрослым дяденькам уже нехуй сидеть. И Трампу тоже мерещится. Трампу мерещится, что, блядь, нахуй, мексиканцы ему в жопу лезут без вазелина. Мерещится же, мерещится, нахуй. Еще добавок, нахуй, блядь, узкие приперли 100 тысяч, нахуй, блядь. Тоже мерещится им, нахуй, блядь. Не могут, нахуй, себе пиван взять, нахуй, зайти, блядь, через Мексику, блядь. Тоже мерещится, понимаете? Так что им все мерещится. Ну, это вот этого ёбнули, говорят, я так и не понял. Он сжигал Коран, и вот что с ним случилось. Короче, который сжигал Коран в Швеции, блядь, пару раз, блядь, этот хуй моржовый какой-то, блядь. Его кто-то ебанул нахуй с пистолета, блядь. Ну, то ли сдох, то ли чё. Хуй его знает. Примерно так. А, вот, до него дошли. Тюремный срок получил подросток за комменты с ненавистью в ТГ-канале. Ну, Рафис Мусин его назвали, а так
в октябре 23-го года. Вот, пацанчик, да? Татарчик. Нашего татарчика запихивают в обезьянник. А запихивают узкожопые. Как говорится, манкурты эти выполняют только. Понимаете? Всякое СК Бастрыкин нахуй. Подключился, наверное. Запихать. Ой-ой-ой, 17 лет нахуй, бандит. Блять, нахуй. В Телеграме СМС написал какой-то, блять. Невъебенный. Что аж пиздец нахуй там. Надо сажать его. Насколько сажают? Срок получил, где же было написано, блять. Два года 5 месяцев. Ну, 2,5 года. Вот и все. Вы думаете, что? Посадив, потом он выйдет, будет вас любить, что ли, узкожопые? Вот он уже с нами пойдет. Если мы сейчас во время вот этой всей передряги мы не пойдем, они пойдут, вот такие пойдут с нами потом. Подрастут как раз. И они пойдут с нами. На вас. Как все говорят, вы держите замедленную бомбу внутри везде. Вот сажая в тюрьмы наших, это замедленная бомба. Вы не думайте, что мы, зайдя, блядь, оставим тюрьму, блядь. Я же во всех эфирах об этом говорю. Как мы зайдем, я вот за себя отвечаю. Как я зайду, все тюрьмы буду освобождать. Все тюрьмы выйдут нахуй. Маньяк, не маньяк, похуй нахуй. Против Путина любого будем освобождать, блядь. Который готов взять оружие против Путина. Все. Поэтому, так скажем, ваши же узкожопые, может, которые сидят сейчас, которых вы же сами загнобили, они будут мочить вас. Даже не мы будем мочить вас. Они будут вас мочить. Потому что они сидят сейчас как терпилы. Они терпят. Терпят их, как мучают нахуй, как того дагестанца, который не постеснялся, сказал, да, Швабра с этим, с одноразовыми перчатками в жопу. Вот из этой категории. Все там уже, блядь, намучились там, блядь. У Асад 2, нахуй. Асадовская тюрьма 2 у вас, блядь. Синая, блядь. Только у вас Хуяйя называется она. Хуяйя. Там Синая, а у вас Хуяйя. Ну вот опять, блядь. С 5 февраля нелегальных мигрантов начнут высылать из страны. С этого дня в России появится реестр контролируемых лиц, в котором будет храниться информация о незаконно находящихся в стране или совершивших правонарушение мигрантах. Нелегалы, попавшие в этот реестр, столкнутся с ограничением, например, их запретят заключать браки, регистрировать транспорт и управлять им. Вместе с этим разработать и новый режим высылки. Мигрантам я 1000 раз уже сказал, я везде приезжать, приезжать в Европу. Пиздуйте в Америку, я не знаю, хоть куда нахуй. Освобождайте нашу пидорасию. Все, вы заполонили пидорасию, мне жалко нахуй. Освобождайте пидорасию нахуй. Не будьте пидорасами. Там только пидорасы пока живут. Освобождайте, не будьте пидорасами, освобождайте. Пишите мне, я вас выведу, чтобы вас нахуй тоже не сделали пидорасами нахуй. Приезжайте нахуй, как они любят говорить, в гей-Европу нахуй, блядь. Приезжайте в гей-Европу нахуй, но не будьте пидорасами нахуй в России, блядь. Как вам, блядь, рекламный ролик нахуй? Так что, блядь, в пидорасии нахуй только пидорасами вы становитесь, блядь. Так что власти оттуда, езжайте домой нахуй, не будьте нахуй так. В Москве взорван друг лаптей Аладдина, коллаборант Саркисян. Мне вообще нахуй порой радостно нахуй. Взорвали, блядь, армяне нахуй. Я просто поражаюсь нахуй. Взрыв в подъезде элитного дома Алые паруса, блядь. Ну, явно, наверное, я был в этих парусах нахуй. Везде они нахуй шлагбаумные, хуяунные, блядь. Хуй зайдешь, хуй выйдешь нахуй, блядь. Не заедешь, не выедешь, блядь. Пидорасические места, блядь. Сегодня утром был направлен, вероятно, против армян, известно как именно. Ну да, хотели найти нахуй, блядь, нахуй украинский след, но нихуя. Решили армяна на армяна повесить нахуй.
Ну, что-то не сработало у них, нахуй. Взрывная тема, блядь. Вот, саудовские врачи прибудут в Дамаск для помощи Сирии. Саудовская Аравия направит в Сирию 61 специализированного врача для оказания медицинской помощи. Врачи прибудут в Дамаск в рамках новой инициативы по поддержке здравоохранения. Ну, давно пора. Давно пора, блядь, нахуй. И я же говорю, блядь, лицемерие это уже... Былай туголь, былай балдавитин, нахуй. Мусульмане, вы очнитесь уже, не будьте ебанутыми, нахуй, а? Вы же, блядь, даже превзошли, блядь, этих крестоносцев, блядь. Не будьте нахуй как, блядь, хуже крестоносцев, блядь. Крестоносцы же крестоносцам помогают, блядь. А вы, блядь, мусульмане, мусульманам не помогаете. Вы вообще охуели, что ли, блядь? Вы, блядь, видите уже, блядь, сколько лет, нахуй, долбят, нахуй, Палестину, блядь, вы молчите, блядь. Вы молчите за Палестину, молчите, блядь, нахуй, за то, что, блядь, нахуй, их, блядь, туда, сюда, туда, сюда, нахуй, блядь. И вот это меня убивает, блядь. Сука, не будьте такими пидорами, блядь, а? Вы же каждый пойдете, нахуй, на тот свет отвечать, блядь. Суки, блядь, хотя бы, нахуй, хотя бы хорошим словом, языком вы что-нибудь там делаете, ублюдки, нахуй. Имея свое государство. Поэтому я всегда высказываюсь об этом, всегда вот. Иншаллах, мы Башкортостан с Татарстаном, Ичкерию, Дагестан, мы все заберем, иншаллах. Вот мы будем помогаторами. На любой земле, вот пока мы будем здесь жить, и после нас мы это оставим закон, где-нибудь какая-то сука, какой-то звук нахуй появится против мусульман, все пиздаем нахуй. Пиздаем всем, блядь. Вот такой системой должно быть. Поэтому Башкортостан с Татарстаном мы должны овладеть. Овладеть все земли, которые рядом прилегают. Как всегда говорю, до моря. Вот так вот. А в Кавказ до Воронежа должен все забрать. Потому что не должно быть возле нас узкожопых вообще. Нигде не должно быть. Вот нигде, блядь. Когда вы думаете, что Эльза Мокша это узкожопые, ну, крестоносцы же тоже какие-то непонятные они, многобожники, блядь. Им тоже такой же будет этот тема. Все земли будут Эльза Мокша. Не дай Аллах, где-то там Ростов, Краснодар какой-то появится. Не. Это все будет распределено перед Кавказом. Ростов, Краснодар, это все Кавказ. Мы там не должны слышать, что там есть, блядь, узкожопые какие-то регионы, как они хотят сделать Оренбургское, Самарское, еще какие-то, ну, по карте я в тот раз я вам рассказывал уже, сейчас пока не помню. Такие регионы не должны быть. Регионов вообще не должно быть. Какие регионы, блядь? Какие регионы, нахуй, блядь, там? Республика, блядь, Уральская, нахуй, в Екатеринбурге не будет. Челябинск с Екатеринбургом это в Башкортостан. Это все, Башкортостан уйдет. Там ничего не будет, блядь. Вот там дальше потом узкожопый этот, как говорится, если что-то захотят создавать, нахуй, вон, с бурятами договаривайтесь, с Китаем, нахуй, договаривайтесь там, блядь, нахуй. Вот за Екатеринбургом, нахуй, вы что хотите, то и делаете, нахуй. Вот Екатеринбург, блядь, граница. И наверх это все Башкортостан будет. Вот примерно так будет. Вы не думайте, что вы через нас проскользнете куда-то нахуй. А то больно кичливо нахуй орете, что, блядь, нахрен у вас, оказывается, точнее, у нас прохода нету в Куандыкского коридора в Казахстан. И поэтому мы не можем быть этими независимыми. Я вам 1000 раз уже об этом говорил. Мы будем независимыми. Нам не нужны какие-то территории, которые вы будете указывать, что мы можем или не можем, блядь. Нам не хозяева. Вот лично мне вы нахуй не хозяева, блядь. У меня есть один только хозяин, это Аллах Та'аля. Все, у меня нет хозяев, чтобы кто-то мне указывать, блядь. Вон, пытались мне указать Кашаповы нахуй, чтобы я извинился перед турками, азерами. Пошли они нахуй все. И Кашапов нахуй, и турки, и азера. Ебал я в рот извиняться, блядь. Кто вы нахуй? Вы кто, блядь, нахуй? Аллахи все, что ли, вы? Поэтому склонение вот это, сажда, да? Сажда только будет во время намаза перед Аллахом. У каждого должно так быть. Я так думаю, блин.
Потому что нормальный мусульманин, он такой. Сионистский террор не прекращается. Израильская оккупация взорвала сразу 20 домов в лагере Дженин. Да, вот они херачат, но видео уж не буду включать сейчас уже. Они достали уже, блин. Это как бы канал Сахва я покидал чуть-чуть. Почитаем. Последствия изгнания палестинцев в соседние страны. Трамп считает, что переселение 1,5 миллиона жителей Газа в соседние страны поможет урегулировать кризис на Ближнем Востоке. По данным газеты «Гарец», Трамп осознает, что применившие им методы экономического давления, успешно использованные против Мексики и Колумбии, не работают в отношении Египта и Иордании. Египет считает, что размещение большого числа палестинцев угрожает его безопасности. Власти опасаются массовых протестов, которые могут перерасти в хаос, а также возникновение в Синае палестинского анклава, способного стать очагом нового сопротивления. Иордания сталкивается с еще более серьезной угрозой. Король Абдалла считает этот вопрос жизненно важным, поскольку 2/3 населения Хашимитского королевства имеет палестинское происхождение. Если к ним добавлять сотни тысяч новых беженцев, страна рискует превратиться в альтернативное палестинское государство, что недопустимо для Аммана. Если Трамп попробует навязать свой план, столкнув лбами Иорданию и Египет, Саудовская Аравия может разыграть карту нормализации отношений с израильской оккупацией, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах. Вот это уже мне звучит интересно. Вот это мне звучит интересно. Если вот эта вся херня, то, что я вам прочитал, вдруг появится в мозге Трампа, то Саудия, наверное, за нас, за всех мусульман, и за тех, которые там в Сирии и Палестине сколько лет уже мучаются, умирают, дадут, как говорится, по башке, блядь, этим израильтянам, которым мозги там делает, блядь, Нетаньяху, особенно вот этим нацистам, как бы всех, уж мы не можем, блядь, класть по одному ребенку, нацистов, вот, путинские нацисты, блядь, и здесь нацисты, блядь, одно и то же, блядь. Поэтому, когда украинцы говорят, ой, Израиль, 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 да, украинцы, не обижайтесь, я вам 1000 раз уже тыкал, блядь, об этом. Вы, блядь, нахуй от нациста Путина пизды получаете, блядь. Понимаете? А Нетаньяху такой же нацист, блядь. Как вы можете его защищать? Вот это меня убивает. То, что вам дал он оружие, это, вы же сами говорите, это оружие не Нетаньяху, а это американские базы, блядь, дают вам. Поэтому Нетаньяху тут вообще пешка, нахуй. Он свои дела решает, блядь. Нахуя он вам нужен, блядь? Поэтому как бы тут какое-то свое непонятное лицемерие не надо пропускать, нахуй. Потому что внутри России есть тоже мусульмане, это мы. Мы вас не поймем. Мы же за вас тупим, блядь. Вы как-то не так работаете, блядь. Если вы работаете против зла работаете, блядь. А то вот это зло, это не зло, нахуй. Хоть и Нетаньяху зло, блядь. Так же нельзя, блядь. Это же как двойные стандарты, блядь. Это же пиздолизство, нахуй, блядь. Хоть, блядь, не нужно утыкать, что вы там половина, нахуй, Одессы там и так далее, одни евреи, нахуй, ебаные. Это мы поняли, нахуй. Но, как говорят, это наши евреи, блядь, нахуй. Вы уже наши евреи, блядь. Мы уже хуй забили на вас, блядь. Вы наши евреи, блядь. Поэтому, блядь, те евреи, это те евреи, блядь. Оригинал, блядь. А вы уже наши евреи, блядь. И Зеля, и все другие, блядь, если уж на то пошло, блядь. Даже, может, Ходорковский даже наш еврей, блядь. Мы же не знаем, блядь. Поэтому нельзя так, блядь. Это неправильно, блядь. Если мы идем, блядь, против Москвы, значит, идем против Москвы. Идем против зла, значит, мы идем против зла, блядь. Мы не можем, блядь, на 10 стульях сидеть, блядь, сразу, блядь, одновременно, блядь. Я не могу понять вот этого, блядь. Да хуя, блядь, в ТикТоке тупят, блядь, украинцы за Израиль, блядь. Прям хуею, блядь, нахуй. Заняться нечем им, блядь, ёптагнынский. Это вам конкретно, блядь, я вам в лицо говорю даже. Мне не стыдно это говорить, блядь. И то, что вы там обидитесь, да мне похуй вообще, блядь. Потому что, нахуй, блядь, я мусульманин. Вы, получается, долбите, нахуй, обычных мусульман, топите за Нетаньяху, блядь, это же ни в какие рамки не влазит, блядь. Будьте людьми уж, блядь. Потому что, блядь, нахуй, Путин такой же. И Гитлер такой же был.
Гитлер, блядь, который мочил, блядь, Израиль, нахуй. Точнее, блядь, евреев всех заебенил тут, нахуй, блядь. Тогда как вы топили бы тогда? За кого топили вы его тогда? Тоже вопрос, блядь. Вот тут вообще мир ебанутый, по идее, ебанутый мир стал, блядь. Непонятно, кто за кого топит, нахуй, ебаный в рот, блядь. Хрень какая-то, блядь. Даже я не знаю, блядь. Вот, число жертв в Газе превысило 61 700, блядь. Уму непостижимой смерти, блядь. Даже в Украине таких смертей нету. У вас там дронщики одни работают. У вас людей-то нет таких. Число погибших в результате войны израильской оккупации против Газа пересмотрено в сторону увеличения и превысило 61 700 человек, блядь. Понимаете, 61 700, блядь. Это еще, я не знаю, за какой кусок говорят. Это я не верю при том это. Там минимум, блядь, 500 или миллион людей сдохло, блядь, за этот год, блядь. Минимум миллион, наверное. Минимум. Как сообщили представители местного правительства, корректировка данных связана с перерасчетом тысяч людей, ранее считавшихся пропавшими под завалами. И самые, да, пропавшие под завалами. А у вас? Вот недавно туда-сюда бомбанули, блядь. Под завалами у вас тоже остались, блядь. Еще дойти тоже не могут найти, говорят. А сколько живых вытаскивали под завалами в Палестине? Вот это меня обрадовало, конечно. Лишь бы он тоже, боюсь иногда, конечно, вот за них, за всех отвечать. Аль-Шара, вот это, Ахмад Аль-Шара. Ахмад Аль-Шара отправился в Мекку для умры. Президент Сирии Ахмад Аль-Шара прибыл в Джидду перед тем, как отправиться в Мекку для совершения умры. В международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза его встретил заместитель эмира Мекки принц Сауд бин Мишаль. Для меня это радостно. Вот как мусульманин мне радостно. Я не умею, честно, вот умру ходить надо, научиться надо, к умру идти хотя бы, умру, не то, что там делать, получается, паломничество, да, ведь, ну, так скажем, араб и там живет, и не сходить в умру, и после такой победы, я думаю, был бы это ебанизм. Я считаю, это правильно. Пусть человек идет, если у него есть какие-то грехи, там, пусть помолится, как говорится, Аллаху, чтобы он, так скажем, ну, дальше его там ставил на правильный путь, чтобы он, как сказать, блядь, в дальнейшем как Асад не стал, понимаете? Людям доверия нет. Люди сегодня такие, завтра такие. Хуй поймешь, блядь. Чтобы он там этим не стал, блядь, гестапо, этим диктатором, блядь, нахуй, чтобы не стал, блядь. Поэтому вот так вот. Один из командиров бригады Аль-Кассам жив, несмотря на заявление израильской оккупации. Видите, вот израильские оккупанты больно сильно тоже перехвалили себя, блядь. Там ёбнули, там ёбнули. Вот человек живой, блядь. Я-то его не знаю, само собой. Просто как бы израильская оккупация объявила об убийстве командира прибрежного батальона бригады Аль-Кассам Абу Умара. Однако вчера он был замечен во время операции по обмену пленными. Ну, вот, понимаете как? Это то же самое, как вам не слышно пиздеж нахуй Путина? Вот я слышу, блядь, от Нетаньяху звон. Но где же звон? Путинский звон, блядь, идет нахуй, понимаете? Пиздобольство Нетаньяху, что-то такой же флакон нахуй Путина, блядь. Одинаково, блядь. Одинаково пиздят, блядь. Этот случай вновь показывает сомнительность информации, распространяемой израильской оккупацией, которая ранее уже преувеличивала свои успехи в Газе. Ну да. Она же говорит там, потом говорит еще, что, блядь, нахуй, они убили, блядь, израильских людей, блядь, нахуй, которого вообще и не было, блядь, нахуй. Понимаете, пиздежа столько, что, блядь, нахуй, тут уже успевает только этот читать, блядь. ИАЭ ответил на требование Трампа вернуть оружие. Вот здесь прикол, короче.
В ответ на требование Трампа вернуть оружие, которое было оставлено американским войскам в Афганистане, после их вывода представитель Эмирата Ислам Мулла Мухаммад Идрис Анури заявил, что если бы американская сторона могла бы забрать это оружие, она бы это сделала. Вот он меня убил, ответ, блядь. На самом деле, да. Если бы она хотела бы вернуть, она вернула бы, блядь. Так, забрала бы, блядь. Значит, она не смогла забрать, они нахуй ноги делали, блядь, пятки сверкали, блядь. Трамп заявил, что считает стратегической ошибкой оставление оружия, которое было передано талибам администрации Байдена во время вывода войск из Афганистана. И тут вот добавлю от себя еще. Если украинцы, вот я, конечно, поздно это все начал, да, ведь, блядь, я только в прошлом году начал это дело. Если бы украинцы помогли бы регионам, вот регионам, если бы они помогли бы, регионы из Башкортостана, с Ичкерии, да, везде, да, мы бы набрали бы людей, которые бы и забрали бы ваши земли, дошли бы до Москвы, разъебали бы нахуй свои регионы, забрали бы свои регионы. Вот, понимаете, победа вот такая она должна быть. А не то, что сейчас какие-то два пидора будут еще решать за вас вашу победу. За вас будут решать. Захотят нахуй, воевать будут, захотят нахуй, остановят, блядь. Понимаете, смысл какой идет, блядь? За вас решает вашу судьбу, блядь. Вообще нахуя, блядь? Трамп не ваш же президент. Почему, блядь, нахуй Зеля, нахуй, теперь начал, блядь, язык в жопу сувать, я не могу понять, блядь. Вы вот, не знаю, блядь, его что, напугали, что ли, уже, блядь? Что происходит, блядь? Там тоже, там пизданули, тут пизданули. Вспоминаю этого какого-то Рустема Умерова, блядь, за жопу взяли, то, что он там что-то сделал. Его начали крыть, нахуй, что-то там. На него что-то вешать начали, на этого крымского татарина, блядь. Что-то вешать начали. Ну, вы определитесь, нахуй. И плюс выборами, нахуй. Трамп начал мозга ебать. И Путин, нахуй. Типа Зеленского надо сменить. На кого вы сменить хотите его? Еще на какого-то гондона, нахуй, в виде, блядь, Януковича, что ли? Или еще кого вы хотите поставить туда, блядь? Какого-то пиздюка, нахуй, путинского, блядь. Кого там, кому вы продать хотите Украину уже в оконцовку, блядь? Вот это и есть, нахуй, та разменная карта, наверное, где просто украинский народ лоханулся. Вот вас, по сути, вот, мне кажется, сейчас, если вы пойдете под проигрышную тему, нахрен, вас лошарят, блядь, как и нас. Вот нас лошарили, наших предков раньше, и мы поэтому 500 лет в рабстве. И вас то же самое делают. А вы не можете понять, что независимость так не делается. Независимость нужно брать самим в руки до конца. Не надо верить, блядь, каким-то союзникам, нахуй. Причем тут союзники? Че, Трамп приедет в Украину, жить будет. Вам жить там, вам, блядь. Там никто из европейцев даже не будет жить, блядь. Жить будете вы сами. И европейцы уже начали, нахуй, с Америки как раз-таки узкожопов выгонять. И вас тоже выгонять начали. Понимаете? Со всех щелей вас начнут отправлять домой сейчас. Это уже, блядь, не дают нахуй жить туда-сюда. Уже вот такие огласки пошли, блядь, в новостях. Уже покоя не будут давать вам. Не знаю, что вы думаете. Я просто хуею от всего этого. От того, что... Ну да, вы можете сказать, блядь, типа, мы же простые люди, мы не можем, блядь, что-то подействовать. Нет, увы, можете. Майдан сделали вы. Майдан еще, блядь, в Пидороссии никто не сделал. А вы сделали Майдан, блядь. И потом вы говорите, мы не можем, блядь. Вот именно вы можете. Человек, который сделал один раз уже переворот, они могут все. Вот кыргызы 3 раза поменяли президента, теперь говорят, он хороший. Вот сколько кыргызов мне пишут, он хороший. А я этим кыргызам говорю, значит, у тебя куку крыша уже поехала. Если я, живя со стороны, вижу, кто хороший, кто плохой, а они говорят, внутри мы знаем, что он хороший. Просто я хуею, блядь. Живут в рабстве,
Кыргызы. Еще, говорит, президент хороший у меня, блядь. Садомазохисты, блядь, нахуй. Глубже, глубже, нахуй, да? Он призвал Эмират Ислам вернуть эти запасы вооружения, которые, по его мнению, должны были быть изъяты и уничтожены. В ответ мулла Анурис саркастически заметил: «Если бы вы могли это сделать, вы бы не оставили нам эти оружия». Он подчеркнул, что американские войска ушли с позором, а оружие было захвачено как военная добыча и взято силой. Добавлю от себя. Если помните, корабли, которые стояли узкожопые нахуй в Сирии, их не надо было отдавать. Вот этому шарику этому не надо было отдавать. Вот они ей тоже ебанутые нахуй. Как этот овцу ебаную нахуй надо было гнать их всех, этих, блядь, узкожопых. Всю утварь оставить, этих пидорасов голых только в памперсах отправить обратно в Москву и все. А оружие все, блядь, нахуй, дичь эту всю оставить надо было дома, блядь. Че, блядь, Сирия богата, что ли? Сейчас бы оставила бы, у них оружие было бы уже. Эти корабли были бы готовые, блядь. Че, перекрасил под себя и все. Вот сейчас вот как раз Куштау-Байрам. Вот этот из Куштау-Байрам откуда-то откопал вот такую тему. Фраза «Башкиры остановили покорение Востока на 100 лет» принадлежит Алтону Стюарту Доннелли, профессору Нью-Йоркского штатовского университета, автору книги «Завоевание Башкирии России 1552-1740. Страница истории империализма 1968. В своем исследовании он писал, что башкиры почти на 2 столетия задержали распространение российской экспансии на восток, в Казахстан и Центральную Азию. Также о том, что башкиры сдерживали натиск монгольского нашествия, писал Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая Степь». Да, потом мы где-то еще откопали к этому натуре, что башкортлар, оказывается, конкретно хуярились с монголами, оказывается, по идее. А нам что говорили? Типа, блядь, нахуй, татаро-монгольская ига, блядь, все детство мне, все, мозг прожужжали, блядь, татарско-монгольская рожа, блядь, татарско-монгольская, эти еще кто-то нахуй называли нас всех, блядь, татарвой, блядь, нахуй, вот так, блядь, вот такие клюхухи были, блядь, у меня, блядь, в детстве, так скажем, блядь, как куда-нибудь, если они узнают то, что я там из Башкортостана или там или с Узбекистана или что-то в этом роде, и вот это пошло нахуй, вот эта хрень. По идее, блядь, и они хуйню какую-то несли, блядь. И им, считайте, государство наебало нашей истории, блядь. И нам наебало нашу же свою историю, блядь. Там никакого нахуй татаро-монгольского ига нахуй и не было, нахуй, если тут говорится о том, что башкортлар, блядь, не давали пропустить, блядь. Потому что башкортлар бились с монголами вовсю нахуй ебашились, блядь. Чтобы они не прошли, блядь, в сторону вообще в Татарстан, так скажем, наверное, да? Потому что не может же быть такого, что в Татарстан там, а Башкортостан в другом месте, блядь. Башкортостан, потом Татарстан, если они с Монголии идут, блядь, на нас. И в итоге, получается, историю, конечно, надо более правильно копать, конечно, это я так уж интерпретирую. Смысл, если Башкортостан сдерживал это 200 лет, или сколько тут говорится, 100 лет нахуй сдерживал, 100 лет сдерживал, то значит, получается, вот это сдерживание нахуй и меняло в течение 100 лет нахуй, это, грубо говоря, по 50 лет 2 поколения. Одно поколение мы не можем сказать, 2 поколения нахуй башкортов, 2 поколения татар, получается, оставались, так скажем, блядь, в свободе, ну, как бы не захваченными. Потом только их ёбнули, получается. И итог какой?
итог такой, что, блядь, нахрен мы не знаем историю свою правильно. Правильную историю мы не знаем. Потом начинаем говорить, что ты пиздишь, ты вот так было, вот так было. И вот эти, блядь, манкурты начинают нам втирать уже начинают, что, блядь, нахрен они с русней, они, блядь, нахуй будут с русней, потому что история была вот так написана, а я откуда-то, я выдумываю нахуй здесь эту историю, блядь. Я удивляюсь над такими людьми. Вы придурки, блядь. Вы изучали, вот сейчас тоже изучаете уже какую-то хрень полную, блядь. Когда мы изучали, уже был лживые нахуй истории, блядь. А вы сейчас вообще, блядь, полностью нахуй изучаете Путинскую Российскую Федерацию, блядь. Федерацию. Вот эту историю вы изучаете. После этого откуда они могут знать, что 1552, там, 1740, почему-то именно 1740 говорится, это в те времена, когда башкирские деревни сжигали, блядь. Вот эти моменты почему-то, так скажем, написаны. Я считаю, что Харбер, башкир белян татар должен уже конкретно начать уже изучать свою историю. Лучше, чем мы. Потому что мы-то, ладно, туда-сюда, мы оттуда, отсюда, блядь. А вы-то внутри жили. Внутри Башкортостана, Татарстана, который проживает. Вы должны знать на зубок свою историю. На зубок, кто враг наш. И это доносить. Так, об этом говорил я в тот раз. Я говорил, да? Ну, я же говорил уже об этом. На том эфире. Ну, и про Ансава. Еще раз повторюсь. Этот Ансав, который выступал у этого Али Чаринского. Так и он не объявился больше уже. Как бы я его не вижу нигде. Ни в Инстаграме не вылазит нигде, ни в контактах я его не видел. Хуй его. Откуда он вышел, откуда, я не знаю. Может, кто-нибудь его позовет. Но пока что-то тишина. Пока тишина. Нажимается. Зараза. Архив. Так. Куштау-Байрам. Давайте теперь по Куштау-Байрам пройдемся. Что тут 50 новых что-то накидали. Чего оставили? Сирия пала очень быстро без помощи России. Да вы нахуй там нужны? Вы придурки, что ли? Вы и нам не нужны, долбоебы, обезьяны ебаные. Узкожопые. Так, давайте почитаем, блядь, про узкий мир. Вот как раз о чем молчит Маваши, блядь. Дзержинский, Нижегородская область. О, началось нахуй, басня Крылова нахуй. Узкожопые нахуй. Вы тут есть, нет? Горе военный из русского мира. О, узкий мир нахуй. Вернувшийся в СВО зарезал жителя на остановке. Заебись нахуй. Нижегородская область, Дзержинск. Подмосковье нахуй, грубо говоря, блядь. Наверное, Дзержинск, блядь, это, не знаю, недалеко нахуй от Москвы. Мужчина сидел на остановке площадь Ленина. Ну да, у них везде площадь Ленина, нахуй, площадь Яйца. На улице Маяковского, ну да, Маяковский еще должен быть, Чайковский, нахуй. К нему подошел другой мужчина и без причины нанес ножом 2 удара в грудь. Пострадавший встал, сделал несколько шагов и упал на живот. Мужчина с ножом подошел уже к лежащему и нанес около 5 ударов в шею. Говорят, убийца находился дома в связи с ранением. С места происшествия его увезла военная полиция. На видео задержанный лежит на земле и кричит: «Дайте мне туда уйти». Такого навоза еще будут
привозить ССО еще больше и больше, и преступления героев увеличиваться геометрической прогрессией. Только страдать от них будут простые граждане. Ну вот те, которые внутри сейчас живут, которые должны репарацию платить, говорят. Вот они. Только страдать от них будут простые граждане. Эти ветераны, защищенные законами, никаким образом не угрожают ни жизни, ни здоровью тех, кто эти законы все защиты СВОшников придумал. Ну, слабо, конечно, написал он тут. Я бы сказал бы, что... Ну, тут уже не покажешь. Ну, так, покажу уж поверхностно, что было. Кстати, мне туда уйти. Пожалуйста, кстати, мне туда уйти. Да. Женщина, пожалуйста, кстати, мне туда уйти. Дайте мне, говорит, туда уйти, блядь, нахуй. Не успел прийти, раненый. Дайте мне, говорит, туда уйти. Ага, чтобы он туда ушел, значит, он решил мычкануть, нахуй, какого-то чувака, блядь, на остановке. Заебись жизнь, блядь, нахуй. И как можно в эту пидорасию вообще возвращаться? Ваша жизнь сейчас на волоске у каждого, блядь. А вам сейчас вот в конец войны, нахуй, вернется, блядь, вагонами, нахуй, этих отморозков, блядь, которых и в тюрьму не посадят. Им же обещали, блядь, свободу. Все, они будут свободные маньяки, свободные убийцы. Девочка-ёбы с 9 лет будет трахать девочек ваших. Вот примерно вот эта хуйня вся вернется к вам. И тут мне узкожопы еще говорят, что ты там умничаешь, не умничаешь, нахуй, блядь. Уебок, узкожопы, выйди и начинай нахуй лечить, открой себе YouTube канал, лечи своих гондонов своих, чтобы нахуй не шли на войну, блядь. Тупой, блядь. Во-во-во, бля, о, история России, я же сказал, блядь, вот прям, блядь, по теме говорят, нахуй, вот. Я о чем говорю, тут хуякс выходит это, блядь. История России. Леонид Рожников, пересказанная для детей и взрослых. Орлова, под редакцией Орлова. Ну да, вот, все. Лечка пошла. Новый учебник истории, где титульная нация справа, белая и пушистая, а остальные это их враги, без комментариев. Ну да, чернота, чурки, чуркобесы, как это, бусурманы, кавказцы, хачики, еще как вы назвали их, блядь, нахуй. Ну, вся шушера. Но это вся шушера-то вы, блядь. Шайтаны, нахуй, блядь. Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Если это будет единственным способом достичь мира в Украине. Остальные его заявления. Выборы будут тогда, когда кончится война и военное положение. Тогда однозначно будут выборы. Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо. Надеюсь, не сломают его. Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Уже сломали. Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что случится. Ну, в таком темпе, которым вы сейчас идете, не случится. Не случится. Поэтому я вам еще раз буду повторяться, и потом буду, наверное, повторяться, что звать надо с регионов, нас, меня надо, понимаете, донести мои слова им. Я же вам говорю, блядь, если вы сейчас донесли бы, мы бы сейчас так разаебенили бы Путина, с позором Путин нахуй, блядь, пал бы. Вот этого не можете понять. А почему не можете вы понять? Потому что у вас наживка деньги. Вам не территории нужны, наживка деньги. Потому что ваш хозяин, как все-таки узкожопые говорят, Трамп, ему деньги нужны. Давай деньги нахуй. Будут стволы нахуй. Нет денег, нет стволов нахуй. Вот и все. В войне в СРФ погибли примерно 45 100 человек. 390 тысяч человек раненые. 45 тысяч погибло с Украины, я не верю. Нихуя не верю. И, главное, блядь, нахуй, с России 1 000 000
С Украины 45? Я не верю, не. С Украины ровная половина часть нахуй. Вот это 390 тысяч раненые, это раненые. И также 390 тысяч убитых. Вот примерно вот так. Нихуя не 45 нахуй, блядь. Оно не может быть, что, блядь, нахуй. Там, блядь, миллион, здесь, блядь, 45 тысяч, блядь. Не может быть, блядь. Никак не может быть, нахуй. Украина готова перейти на дипломатический путь. Если люди считают, что мы должны это сделать, мы будем говорить с Путиным. Почему 45? Я сейчас еще добавлю одну вещь. Зеленский не может сказать, что убито там 300 тысяч, 500 тысяч, потому что все сбегут. Так и так все бегут с Украины. Он не может так сказать, что убито пол ляма нахуй, а узкожопых миллион. Он не может пол ляма сказать украинцев убито, потому что он потеряет войска. Это психология, понимаете? Вступление Украины в НАТО – гарантия для россиян, что мы не нападем на них. Вот это ошибка. Вот это огромная ошибка. Я в других эфирах тоже об этом говорил. Не надо, вы что, ебанутые? Вы пока не в НАТО, помогает же. Вам именно нужно нести такую ересь, конкретно это ересь, чтобы этим, блядь, европейцам и американцам доказать, что если они не помогут свободной, независимой Украине, которая хочет стать независимой, просто независимая Украина, то если они потеряют Украину, то внутри Украины будет Россия. И Россия будет дышать вам нахуй в жопу. Это Польша, Литва, Латвия, нахуй, тут что там внизу. Словакия, Венгрия. Вот примерно туда будет дышать нахуй. Плюс Приднестровье, Молдова пролетит. Молдова пролетит, Румыния зайдет. Вы не можете понять вот этого. Вы не выставляете вот такие конкретные слова, блядь. Вы говорите, блядь, что вам уже эти территории не нужны, это не нужно. Плюс вы в НАТО хотите. Нахуя? Нахуя вам в НАТО? Я не могу понять, блядь. Они вам так и так с удовольствием помогают, чтобы лишь бы ихние солдаты не участвовали на войне, блядь. А вы, наоборот, им маслом мажете жопу, грубо говоря, да? Чтобы вошло хорошо. Зачем? Ну, иметь же надо гордыню свою, ёбаный в рот, блядь. Гордыня для чего дана людям, блядь? Гордыню надо, блядь, показывать там, когда его нужно показывать, а не когда там тебе не нужно показывать, ты начинаешь кабениться там нахуй. Как Скобеева нахуй. Вот Украина, блядь. Я не думал, что вы в заднюю нахуй дадите, блядь. Это задний ход называется. Это пиздец нахуй. Это нахуй. Я хуй его знает нахуй. Я, наверное, блядь, из Башкортостана с Татарстаном, если бы пошел бы куда-то нахуй на поход, блядь, до конца нахуй. До конца, блядь, нахуй, пока нету нахуй победного нахуй. До конца, блядь. Сдохнем, похуй. Похуй, главное нахуй. Честь. Народ там. Опомнился, блядь, о народе нахуй. Хз, блядь. Уже началась Третья мировая война. Ничего не началось, нахуй. Ничего. Ничего не началось, блядь. Куда она началась, блядь, нахуй? Этот сраным Путиным, нахуй. Сраным метлой, нахуй. Что она может начаться? Куда она начнется, нахуй? Начнется она, и там же закончится, нахуй. А для этого, блядь, нахуй, просто нужно в регионы, блядь, чуть-чуть, блядь, дать кислорода, помочь регионам, блядь. Вы, ну, как сказать, блядь, ну, люди же президенты,
Мы чё, блядь, мы же черный люд, нахуй. И для Зеленского, по идее, нахуй. Кто такие, нахуй? Мы башкирты, татары. Кто мы такие, нахуй? Мы такие же, нахуй, какие-то чурки для них, блядь, по идее. И исходя от этого, вот это непризнавание нахрен людей чуть-чуть выше, так скажем, рангом, и дает нахуй, ну, так скажем, блядь, узкие мозги, так скажем, узкомысление, вот это узкое мышление, которое дает только, вот как вам сказать, үзіні тіге дәурәсінде, үзіні сахнасында, на своем, блядь, вот этом концертном плацдарме, вот на сцене, блядь, нахуй, все, так скажем, блядь, выше своего носа, выше своих длины, своих рук, нахуй, Зеленский не видит дальше. Не признает. Если бы он это признал бы, что есть Ичкерия, Дагестан и так далее, они бы не просто балаболи бы по телеку, нахуй, ну это по этим, сука, передачам, блядь, новостям, а они бы сказали бы, так, с регионов есть люди, которые хотят помочь. И не надо мне сразу впихивать здесь РДК, блядь, еще что-то, батальона какие-то, нахуя они нужны? Вы там, блядь, 1, 2, 3 человека, нахуй они нужны там, блядь? РДК, Сибирь, Хуир, блядь. Тут речь идет, блядь, нахуй, о людях, которые реально, нахуй, еще и даже, так скажем, не готовы на войну. О них идет речь, блядь. Их нахрен вытащить. Это 50 тысяч, блядь, только. С Башкортостана, с Татарстана. А с Ичкерии тоже так же. Вот о них идет речь, а не те, которые батальоны всякие, Цезарь, Мезер, нахуй, где 5-6 человек, нахуй, вышли, говорит, куда-то в Белгородскую область, что-то там они сделали и зашли обратно. То есть какой нахуй? Как можно, нахуй, блядь, с такой армией куда-то идти, блядь? Че, ебанутые? Зашли, вышли, блядь. Куда вы зашли, вышли, блядь? Неправильный подход, неправильно, очень неправильный подход. Я этим не согласен и не буду согласен быть вообще. Потому что вы работаете только вот как вам нравится. Вы не спрашиваете, блядь, этот, Ичкерии, там, Дагестана, кто что у вас близко, Крым. Им не нужна свобода, что ли? Вы, получается, нахуй отдаете это, отдаете Крым, все, что ли? Получается, значит, вы, по идее, нахуй, кинули крымских татар? Так получается. А в начале войны или когда-то там вы же обещали, что заберете Крым, заберете все остальное. Победа будет за вами. Слава Украине. А чё, сейчас все? Сдулись нахуй? Заднюю врубаете, блядь? Украина готова к концу горячей фазы войны. Разговор с преступником Путиным — это уже компромисс. Какой нахуй компромисс, блядь? Здесь не должно быть компромиссов. Какие нахуй компромиссы? Я не могу понять, блядь, когда у тебя нахуй отжали, грубо говоря, жену твою нахуй. Вот твою жену забрали там и ебут там, на той части Украины. Получается, ты жену отдал, блядь, узкожопым. Это раньше так и говорилось. Украли нахуй. Скакали, украли жену. А муж не пошел. Значит, муж кто? Слабак. Понимаете? А вы просто одну вещь не можете понять. Вы, как сказать, блядь, у европейцев и у американцев нет этого. Когда мы говорим вам крестоносцевые украинцы, вы поймите, что вы наши крестоносцы. Вы тоже уже 30 раз переебанные нахуй нами. Вы, блядь, там, я не знаю, блядь, вы уже, как сказать, менталитетом, как мы, блядь. И вы не можете, нахуй, просто так, нахуй, свою жену подарить кому-то, нахуй, чтобы ее кто-то другой трахал. Вы уже один раз Крым подарили. Это я так вам уже, блядь, трехслойным этим высказываюсь, блядь, цитатами. Я считаю, что, блядь, заднюю, нахуй, врубают только те, которые отчаялись. А отчаяние идет от шайтана.
Я бы передал бы Зеленскому одну вещь. Только газ нахуй. Только газовать, газовать, газовать на Москву. Хуй забейте на Трампа, блядь. Хуй забейте на Трампа, хуй забейте на Европу, на всех, кто не с вами. И найдутся те люди, которые пойдут за вами. И, наверное, знаете как, блядь, чтобы... Я не знаю, как это вообще... Я не знаю, как это мир будет, блядь. Я не могу понять, нахуй. Допустим, путинская хуйня, мир. А репарации кто будет вам платить-то, блядь? Тема-то репарация, блядь. И тут возникает вопрос, блядь, а репарации кто вам будет платить? Хз, блядь. И последнее что-то там. Если Украина не войдет в НАТО, дайте нам ядерное оружие. Шиза нахуй. Я вам скажу, шиза, блядь. Как вам сказать, блядь? Даже вот японцы, да, ведь, уже после атомной бомбы, нахуй, блядь, так скажем, блядь, с такой хуйней не страдают. Слова на ветер не кидают. Богатая страна, блядь. Рядом ебанутый. И тут зели нахуй, или там украинцам ядерное оружие, блядь, нахуй. С удовольствием, может, и Башкорстану ядерное оружие надо, и так далее, и так далее. Но оно потом будет, вот в данный момент, то, что решается, решайте. Решается это одно. Просто дать регионам из пидорасии этой возможность, блядь, так сказать, да, показать себя, возможность нахрен нам тоже обрести независимость в конце-то концов, блядь. Мы же не просто нахуй, вот я единолично, я же только себе не прошу, чтобы, блядь, я прошу, что всем было нахуй. Плюс, блядь, я согласен идти на эту хрень полную, блядь, если я это призываю, блядь. Я же не буду сидеть здесь, давай, пошли, да, пошли, собирайтесь, ну молодцы, оделся, все. Вот я же не буду вот так сидеть нахуй здесь. Значит, я же готов к этому идти. Меня, по сути, ничего не держит, нахуй. Но держит только условия, которые я вам уже дохуя времени объясняю. Условия Украине это, чтобы добиться цели, вернуть Крым, вернуть все разъебанные территории. Даже Курский можете забрать, нахуй. Москву всю забрать. Вот это вам подарок, блядь. Нам нахуй не надо это. А мы заберем свое. И никто никому не лезет. Договор будет такой. Все, что в Москве найдете, все забирайте себе. Это ваше. Стройте свою Украину. Стройте не только Украину. Эту пидорасию тоже стройте. От Москвы до Киева будет все это ваше. И она вся разъебанная. Я знаю, что такое Псков, я там был. Это гондонские места, блядь. Это там, я не знаю, блядь, как будто бы инопланетяне живут, нахуй. Там не люди живут, инопланетяне, нахуй, блядь. Даже, блядь, нахуй, те улицы, блядь, если сравнивать, улицы, нахуй, Америки, где вот так стоят всякие дятлы, нахуй, наркоманские улицы, да, показывают же, блядь, какие-то в ютубах всякой хуйню, типа Нью-Йорк, наркоманы, блядь, нахуй. Оно и то лучше, блядь, люди есть. А в Пскове, нахуй, ты можешь, блядь, миллион деревень пройти, блядь, ты хуй найдешь в деревню, где вообще люди есть, нахуй. Захолустье, ебаный в рот, блядь, нахрен. Просто ужас, блядь. А такого до хрена везде, блядь. Эти
пустые, до хрена, везде земли, нахуя нужны, блядь? Берите, пользуйтесь, рожайте детей, обогащайте территорию. Все, это ваши земли будут. Нахуй нам нужна это? Вообще пидорасия нам не нужна, блядь. Хоть все можете забрать нахуй, ну, только нас не трогайте, блядь. Вот, до Владимира нахуй, Сему забирайте нахуй. Там до Рязани все забирайте нахуй. До Воронежа. Низ, все, Кавказ будет. Все забирайте, это ваше. Нам нахуй не надо ничего. И там Питер оставьте. Этим. Ингерманландия. А вы как бы сдулись, которые, так скажем, блядь, нахуй, создали себе из этого Зеленского. Коломойский поставил Зеленского нахуй. Ну вы же сами все выбрали. Порошенко нахуй послали. Зелю посадили. Ну теперь управляйте Зелей. Зелю, чтоб тоже не сдулся, блядь. Ебите Зелю нахуй. Нахуя вы его поставили, блядь? До конца надо добивать уже его. Чтобы он, блядь, досидел и, сука, до конца довел дело. Я не знаю, блядь, как это будет, блядь. Меня вообще вымораживает вот этот момент, блядь. Так. Вот история. Батыр Башкурди. Аладдин Бектуганов. История чуть-чуть. Территория Союза не Путина. Крым территория России. Пароман. Блять, кто, думаю, пишет? Ты нахуй отсюда за какими-то ебанутыми нахуй территории России, блять. Подталкиваешь нахуй. Подталкиваю нахуй всех заебенить нахуй, узкожопых нахуй, которые причастны к Путину нахуй. Подталкиваю, не то что подталкиваю нахуй, я призываю нахуй, подталкиваю нахуй. Выражайся нормально, блядь. Так, герой и участник восстания Салавата Юлаева. Башкир из деревни Новокайпаново Кыртаныбской волости Сибирской дороги, ныне Татышлинский район РБ. Татышлинский район. Татышлы района. Татышлинский район. Владел тюрки. Владел тюрки? Что за выражение нахуй? В ноябре 1773 году сформировал отряд из жителей Сибирской и Осинской дорог и работных людей Шереметьевского завода. Принимал их в казаки, объявляя, что берет на службу в команду их старшине Салавату Юлаеву. Весной 1774 году отряды Аладдина Бектуганова и Бахтияра Канкаева были направлены Салавату Юлаеву на северо-запад Башкортостана. В конце мая Бектуганов участвовал в боях против командира секунд-майора Дуве. 4 июня во взятии Бирска. В начале июня один из командиров сводного отряда Арслана Рангулова посылал рапорты Салавату Юлаеву о военной обстановке в охраняемом повстанцам Прибельском районе. Сохранились адресованные Арслану Рангулову, Буляку Якупову и Аладдину Бектуганову письмо Салавата Юлаева от 6 июня 1774 года, в котором он приказывал с большой твердостью собирать новые команды и отражать наступление правительственной войска. Вот это мне нравится, вот такие вот истории. Надеюсь, правда. С 11 июня действовал совместно с Бахтияром Канкаевым, а с конца июня с Абдул-Зялилем Урускуловым. Во главе отряда участвовал в бою 4 сентября 1974 года по рапорту старшины Шарыпы Кийкова от 4 сентября 1974 в Уфимской провинции канцелярии в отряде Бектуганова было около 1000 человек. Видите, даже не дохуя даже было. 1000 человек всего лишь, блядь, войска. До конца октября
действовал на территории Осинской и Сибирской дорог совместно с Бахтияром Канкаевым и Абдулзялилем Урускуловым. Даже имена, видите, какие-то старомодные, невозможно читать. Вместе с Адигутом Тимясевым и другими повстанческими старшинами вел переговоры с командиром карательных отрядов Шарыповым, Кийковым и Кулыем Болтачевым. Кулыем Болтачева. Вот от него, может, осталось Кулыем Болтачева. Болтач района. Болтачева. От него, может, поставлено. В конце октября около деревни Кайпанова захвачен в плен Шарыпом Кийковым по приговору Казанской секретной комиссии и избавлен от казни по старости. Наказан плетьми и подвергнут отрезанию ушей. Умер в Казанском остроге. Пиздец нахуй. Закину себе такую историю. Шунарға біз өзіміздің тарихны да білмейміз. Поэтому мы должны как-то кровь из нос, ну, так сказать, доносить, что ли, блядь, историю, правдивую историю, чтобы вот эти от 30 до 50 лет люди просыпались хоть чуть-чуть, чтобы они понимали, что наших предков ебли, эти узкожопые, а мы сидим нахуй, аузыбызны ощупь нахуй, малай, хорабу трабыз, блядь, когда нас тоже переебут. Чё за хрень? Да ладно, хрень какая-то. Самолет Азербайджана, разбившийся в декабре, был поражен российской ракетой комплекса «Панцирь-С», сообщил источник в правительстве. Азербайджанская сторона обладает фрагментом ракеты комплекса «Панцирь-С», который был извлечен из самолета и идентифицирован посредством международной экспертизы, сообщил источник. Ну да, кстати, сегодня в Казахстане тоже вроде бы сказали, что там ебанули какими-то вещами, что-то такое, блядь. Ну, короче говоря, вроде бы вышли какие-то первые заявления, короче, по проверке черных ящиков в Казахстане. Вот. Северная Корея. Блогер показал, как катаются на горнолыжке Масикрён в Северной Корее. Туристы 24/7 слушают патриотическую музыку, за ними следят замаскированные под инструкторов сотрудники службы безопасности, но при этом снег на склоне прекрасный, как и отношения сотрудников. А вместе с небольшой группой туристов каждое утро занимаются дети из секции. Курорт, который мы заслужили. И будем теперь перенимать опыт, какие у нас, создать такое же многообразие. Корейцы, наши лучшие друзья, все-таки многому могут научить. Само собой. Скоро нахуй не то, что, блядь, вон Тайфун Курултаевич, кстати, сегодня в Инстаграме что-то показывал. Уже, блядь, нахуй в Уфе корейский, нахуй, кафешка открылась, нахуй. И что тут давал в рот этот людям, блядь, попробовать, нахуй, какую-то жареную хуйню, короче. Мегада Очелхан, блядь. Уфада, Мегада, блядь. Который после, наверное, да? После остановки школьная, нахуй. Выезжай в Уфу. По старой дороге. Так. На историка из Башкортостана напали за его национальность. Пиздец.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам пострадавший преподаватель исторического факультета УрФУ, кандидат исторических наук Рустам Талгатович Ганиев. В РФ за последние 2 года только официально зарегистрированных нападений на русских нацистов насчитывается 365, в ходе которых погибло 3 людей. Количество незарегистрированных случаев нападений значительно больше. О, началось. Началось, блядь. Габбасов же вам 1000 раз говорил, что скоро вас начнут ебашить нахуй. После армян или после чурок нахуй. Вас будут ебать нахуй. Вот началось, блядь. Вот Рустам Ганиев. В натуре какой-то он, блядь. Весь какой-то нахуй. Черный, блядь. Черный, блядь. Как из этой песни же есть. Татармин, армян тугель, татармин, блядь. Вот из этой категории. Друзья, что у нас вообще происходит? Вчера возле одного из магазинов Мяс, пиздец. Кстати, Мяс тоже будет Башкортостаном. Молодой человек брызнул мне в лицо перцовым баллончиком и сказал, что тебе здесь не место. Как давно это началось и как на это реагировать? Я в шоке, честно говоря. Заявление в полицию уже написал. Берегите себя. А я бы, наверное, закуташил бы сразу на месте, блядь, нахуй. Перцовый баллончик и это нахуй. Блядь, сигаптошлары на месте сразу нахуй. Лучше, блядь, нахуй. Пусть на меня, блядь, пишут нахуй, чем, блядь, я на него буду писать. Пиздец же, да? Дожили нахуй. Писать на кого-то клякву или как это? Хуйню, блядь. Сопли нахуй. Так, говорят, что до того, как наша страна стала землей шаманов и священников, она была страной космонавтов. Но я гоню эту ересь из головы. Эх, хрень какая-то так. Уфа военный. Стоимость жизни в СВО. Чуть-чуть послушаем. Остаться в тылу 150 тысяч рублей. Избежать штурма 100 тысяч рублей. Уйти в отпуск 5 тысяч рублей за сутки. Такие расценки, как выяснили журналисты, действуют на фронте. Российские командиры вымогают взятки и воруют средства от погибших. Чуть-чуть послушаем. Эти кадры сняты российскими военными в одной из ям. В такие места солдат сажают, например, за нарушение устава или отказ выполнять приказы командования, в том числе, когда военные отказываются идти в штурм. Правительство России одобрило идею продлевать действие решения о призыве. Это значит, что повестка будет теперь действительно не только во время призывной кампании, но и весь год. И не важно, что за это время у призывника могло ухудшиться здоровье или измениться личные обстоятельства. С 2025 года в Москве вводится автоматическая постановка на воинский учет 17-летних граждан. Будущие призывники и их родители теперь получают уведомления об этом в СМС и на портале МОСРУ. Личный визит в военкомат не требуется. По словам военного комиссара Москвы Максима Локтева, это упрощает процесс для граждан, так как теперь москвичам не нужно тратить время на посещение военкомата. Однако юристы предупреждают, что нововведение может привести к проблемам. Основатель школы призывника Алексей Табалов поясняет, что при дистанционной постановке на учет не проводится медицинская комиссия и не присваивается категория годности. Это означает, что у призывника не будет заранее оформленных медицинских документов, подтверждающих его состояние здоровья. В результате, даже если у юноши есть заболевания, дающие право на отсрочку или освобождение, он рискует столкнуться с ситуацией, когда в 18 лет его сразу вызовут на призывную комиссию без предварительного медосвидетельствования. Сотрудников следственного изолятора в Иркутске, участвовавших в заключенных, по сути, освободили от наказания за это преступление. Пятый апелляционный суд переквалифицировал обвинение со статьи о превышении должностных полномочий на халатность и значительно смягчил приговор, заменив 4 года в колонии общего режима на 2 в колонии поселения. Его были кипятильником, включенным в сеть. В разгар пытки устройство взорвалось, и Андар Кижик чуть не погиб. О том, как он стал инвалидом, журналистам рассказала его сестра. Оказалось, что для этих чудовищных историй не потребовался даже повод. Хватило того, что Кижик содержался в колонии, где до этого случился бунт. На бунт заключенные иркутской колонии решились, чтобы привлечь внимание к массовым избиениям. После жестокого подавления их временно распределили в следственные изоляторы Иркутска и Ангарска. Там многих подвергли в так называемых камерах.
Издевались над ними другие заключенные, но делали это не только с ведома, а по приказу руководителей СИЗО. Коротко и информативно. Смотрите новости на нашем официальном ТикТок-канале «Радио Свобода». Подписывайтесь и не забудьте поделиться этим видео, чтобы помочь нам распространять правдивую и актуальную информацию. Да, этого Парамона я удалил, блядь. Только он писал тут километры нахрен. Ну, короче говоря, все. Ну, это ценники мы уже давно знали, блядь, нахуй. Чего стоит, блядь, уже 1000 раз говорили, битында. 100, там, 150 это хуйня. Если одна шлюха только, блядь, 500 зарабатывает, нахуй, блядь. А вы, долбоебы, нахуй, в месяц, блядь, только 210. И от этого 210 вы еще не получаете, нахуй, как в тот раз, помните, один татарин или башкорт, блядь, Башкортостаннан. Вроде бы говорил, блядь. У меня было, говорит, на счету 37 тысяч, нахуй, потом я из них что-то получил, блядь, и нихуя не получил в оконцовке. Да всех кидают. Сегодня же об этом уже во всех каналах говорили, как раз сегодня говорили, вчера, может, или сегодня, точно, что все, которые, блядь, пошли за деньги, нахуй, которые хотят 5 лямов получить, даже эти смертные деньги даже не могут получить, нахуй, свои сраные 5 лямов, нахуй, которые похоронники, блядь, нахуй. И этот Сарус Балаян говорил, что именно, говорит, вы, говорит, идете, блядь, не за 200 тысяч, говорит, а за крупную сумму, говорит, одним разом, блядь. Вот за эти 4,5 миллиона, говорит, вы идете, говорит, блядь, и, ну, как бы, готовы на это идти, говорит. А за 200 вы не готовы, а вот за 4,5 вы уже готовы идти, говорит, нахуй. Типа, целиком целая сумма, блядь. Вы, грубо говоря, продались за деньги. Все. Вот так вот. Сумма такая, знаете, скажем, блядь, нахуй. Целиковая сумма, блядь. Вот как бы он так говорит. Так, одежда медсестер дореволюционной России. Сегодня за это выгоняют из школы университета, говоря, хиджаб, платок не наши. Монашки, медсестры, я не знаю, кто это. Очень красиво. Иншаллах, иншаллах. Кстати, сегодня, да, слушал еще одну тему, что в Сирии уже 2000, говорит, потом, говорит, сейчас еще 5000, говорит, потом 100 тысяч, говорит, всем женщинам раздаем, говорит, хиджабы и одежду готовим, говорит. Так что, говорит, потихоньку, без давления, потихоньку, без принуждения придут, говорит, женщины в нормализацию и ну, как бы наденут, как говорится, платки и так далее. Ну, так скажем, придет настоящий мусульманский мир в Сирию. Аллах берса. В Башкортостане, Татарстане мы то же самое будем делать. Я же говорю вам изначально, что мы как ИГИЛ, там, блядь, нахуй, как какие-то обезбашенные сектанты, мы хуйней не будем страдать. Нам это не надо. Хочешь так одевайся, хочешь так одевайся. Главная задача, блядь, вашей вот этой, ну, так скажем, своего внутреннего мира, менталитет, который вы поймаете, свой, уже после узкого мира, вот это и будет. Вот, допустим, у нас везде будет ислам. Вот как ты вот себя будешь вести, да, как девушка, как женщина. Вот примерно вот как-то вот так, чтобы как-то, наверное, дадим, наверное, вам шанс вспомнить своих предков, бабушек, дедушек, которые были мусульманами. Примерно так. Потом уже вам решать. Ну, орақыны қысырға. Орақы бір жерде болмасқа дейш, блядь. Башқұртстан мен Татарстан орақыны вообще тоқтатырған нахрен. Орақы вообще керекмей тұрған әйбір ол, блядь, нахуй.
Урыслардан келген. Урыстардан келіп, біздің халықны, чтобы одурманивать. Всего лишь, блядь, так скажем, блядь, за этот воду вас купили. Купили вас за воду. А как американцам, если говорить, американцев всех же этот причислять тому, что они купили всех за $1 свой, блядь. А узкожопые вас купили за водку. Вот примерно так. Сдам квартиру, блядь. Удивительно, нахуй. Откуда это нахуй нашли? Это Курск. Местные жители, сдающие квартиру, дискредитируют армию и почему-то не хотят видеть среди своих постояльцев ни переселенцев, ни героев СВО. Интересный поворот. А почему это вдруг? И про мигрантов ни слова. Почитаем. Так, сдам квартиру. Сдается однокомнатная квартира в хорошем состоянии по улице Звездная, 23. Уютная, чистая, полностью меблирована. Есть вся необходимая бытовая техника. Звоните по номеру. Внимание, квартира не сдается людям, животными, участникам СВО, переселенцам, лицам с туберкулезом. Переселенцам. Вот это он убивает, блядь. Переселенцам не сдается, блядь. Переселенцы. Я не могу понять, нахуй. Своим же, блядь, нахуй. Это Курск, блядь. Который суд же, блядь, переселенцам не сдается. А кому сдается-то, блядь? В Курске, блядь. Кто в Курск поедет снимать твою сраную квартиру? Вот этого не могу понять, блядь. Блядь, теперь я вкуриваю потихо. Курск, блядь, до сих пор мне Курск, блядь, мне в голову. Курская область. Блядь, чё они захватили Курскую область? Суд же это Курская область, что ли? Блядь, я Курск, блядь, представлял, знаете, как, блядь, в Москве, блядь, сейчас я нихуя не могу понять. В Москве Курск я представлял всегда, оказывается, это где-то нахуй возле Белоруссии, нахуй, блядь. Как-то наверху возле Белоруссии. Она ебаный в рот, нахуй. Внизу, оказывается, да, получается, сейчас так посмотреть, блядь. От Москвы, наоборот, внизу, блядь, Курский, блядь. И представляю, нахуй, почему я это вспомнил? С Курска, блядь, да хуя людей в Москве, блядь, работало, блядь. Откуда? С Курска, блядь. Все с Курска в Москве работали, нахуй. Это же те места, блядь, нахуй. Псков, блядь. Курский, нахуй. Это же, получается, если оно рядом с Псковом, блядь. Если оно рядом с Псковом, блядь. Я не знаю, блядь. По карте надо посмотреть. Но это же нахуй, это же конченные места, нахуй, блядь. Это же пиздец, нахуй. Это же узкий мир конкретно, блядь, где ни хрена, ни денег, ни хрена ничего нету нахрен, блядь. И получается, ну, я не знаю, блядь, нахуй его захватить, его взять, его даже смысла нет, блядь, его забирать даже, по идее, блядь. Это же нищебродские места, нахуй. Это, блядь, пиздец, нахуй. Это те бараки, которые, блядь, сука, 1000 лет назад, которые построили, блядь. Пиздец. Я так понял, блядь. Тут чё нахуй? Вот. Ну, это я не знаю, как это, блядь, показать вам, блядь. Красотки. Удивляет. Красотки. Сидят вот эти, блядь, хуи, блядь, местные. Красавица не может не иметь красивую фигуру. Организатором конкурса «Мисс Татарстан» вот это поебутину мы должны заканчивать, нахуй. Вот эти голожопые, нахуй, игры, блядь. Пришлось объяснять нескрепное дефиле несовершеннолетних в купальниках. Несовершеннолетняя кутак порма, мисс красавица Татарстана, да.
Кутах барманара. В этом году на конкурс пришло много 14-летних девушек, блядь. Как может быть 14-летняя девушек, блядь? Девочек может, блядь? Какие нахуй они девушки, блядь? Это нижняя возрастная граница для участниц. Они ходили по сцене в купальниках, что идет вразрез с пропагандой традиционных ценностей. На пресс-конференции по итогам конкурса организатору Изольде Сахаровой пришлось объясняться. Я хуею, блядь. Bizni конкретно до такой степени нахуй bular мысқыллап біткенлер, что Татарстанда мисс Татарстан нахуя, блядь. Они же знают, что, блядь, у нас такой не прокатывает. Почему, блядь, в Грозном, нахуй, за такой пизды вкачивают, нахуй. А у нас Татарстанда, блядь, Башкортостанда прокатывает это. Почему у нас без штанов команда прокатывает, нахуй. В Грозном не прокатывает, блядь. Мы живем в светском обществе, Сюзна Каралас, и выбираем красавицу, а красавица не может не иметь красивую фигуру. Мы можем, конечно, скрыть все абсолютно, но формат нашего конкурса это не предполагает. Мы на сцену поднимаем юных девушек в этом возрасте, они занимаются спортом, они подтянутыми и красивыми должны быть. Почему спортсменкам, пловчихам и гимнасткам можно выходить в купальниках? Во время конкурса все устраивало и одно. Во время конкурса все устраивало и одного из главных пропагандонов Татарстана, руководителя телекомпании ТНВ Ильшата Аминова. О, этот хуй Ильшат Аминов, который чмо болотное. Он сидел в зале и не мог сдержать улыбки весь конкурс. А вот в соцсетях многие осудили дефиле с участием детей по разным причинам. Понеслись традиционные ценности. Ни одно здравомыслящее аргумента в пользу того, чтобы портить несовершеннолетним девочкам психику, показывать тело на публику с детства и сравнить его друг с другом. Красота для мужа и для детей. Зачем ей хвастаться? Мен де шуны аптырайм, блядь. Мына мен де мұны мына келшем, блядь, нахуй. 14 яш, блядь. Аузына сыгимлер. Хотя, блядь. Не зря к вам, блядь, вспомнил, нахуй, Афганистан приезжал. Рустик, нахуй, дохуя, блядь, тискался с этими афганцами, нахуй. Чё, блядь, бачаозами стали, нахуй? Все, решили, нахуй, уже шпилить, как афганцы с 9 лет, нахуй, блядь. 14 можно, да, типа, блядь, из этой категории, нахуй, блядь. Конечно, нахуй, 14 лет девочки могут и высокими быть. Высокие такие туды-сюды, нахуй. И ты на них посмотришь и не скажешь, что им, блядь, нахуй 14. Сейчас вообще какие-то деградации, нахуй, дегроды какие-то растут, блядь, нахуй. Посмотришь, как твоя мать скажешь, нахуй, 10 лет, нахуй, а выглядит как 15, блядь, нахуй. А 14 выглядит как 25, нахуй. Как старухи, нахуй. Деградация людей, блядь. Вот, и после всего этого, нахуй, безнің қызларны, мына мен өзімде да қызым бар, блядь, это же уму непостижимо. Ну, сейчас они явно не под моим присмотром. Это овца ебаная моя бывшая, не знаю, что с ней делает, нахуй. Ну, по крайней мере, ну, у кого есть родители, блядь? Ну, у этих же, сука, красавиц явно есть родители. Отасы нәрсәне қарап отыра, нахуй. Хотының шундай құттақ баш болғаш, сен ота болып, нахуй, татар башқұрт болып, қызларыңны шулай жібересің, блядь, ыштансыз командаға, нахуй. Не говорите, что все там русские притом. Вы можете еще сказать, а там были все русские, нахуй, казанские русские, шуханлар. Туганлар, блядь, был уже, ну не знаю, ни в какие рамки не влазит. Это принципиально это так делается. В Чечне, главное, такая хуйня не прокатывает, а в Татарстане прокатывает. Как будто бы, нахуй, это московский такой дворик, блядь. Точнее, за домом дворик, нахуй. Сарайчик, нахуй. Татарстан это сарай Москвы, блядь. Где можно делать хоть что, блядь. Хоть еби на сеновале бабу, нахуй, с 9 лет. Хоть что делай, блядь. Хуею, блядь.
Некоторые даже призвали прокуратуру обратить внимание. Вряд ли заявление руководства республики о мерах по улучшению демографии соотносятся с такими конкурсами. В Чечне и ряде других регионов такие конкурсы не проводятся, а демография у них самая лучшая. Единственный конкурс прошел в Чечне в 2006 году. Эйтіп тұрам, блядь, нахуй. Нәрсе, блядь, татарлар лысые, что ли? Татарлар, чё, блядь, чем вы отличаетесь от чеченцев? Это вы сами себя, блядь, так решили отличить от них, блядь. Вы сами решили, блядь, шуконарга нахуй. Вы сами забили на ислам, блядь. Если уж говорить нахуй, мында бірсі келген енді менге хотым болып, Қазаннан, блядь. Мусульманка. И в оконцовке стало ясно, что она за Путина нахуй, блядь. Я, говорит, за Путина. Я говорю, что ебанутая нахуй. И туда-сюда, нахуй она уехала домой, блядь. Как можно, блядь, жить с человеком, который за Путина нахуй, блядь? Сектом нахуй, блядь. А как вы относитесь к таким дефиле? Считаете ли приемлемым участие в них несовершеннолетних? Фото Андрей Титов, Бизнес онлайн. Можно отправить что-нибудь или нет? О, блевотину я им отправил, нахуй. В комменты, блядь. Говорит не Москва. Оттуда скинуто. Ну хули. Рахат дунья, блядь. Рахат туанлар, блядь. Мы дожили до той, до ручки, так скажем, мы дожили, что, блядь, нахуй. Мы, знаете как, ну типа, вот мы татары, мы мусульмане, этнические, блядь, нахуй. Без башкортлар, мы типа тоже мусульмане, но этнические, типа, ну, да, мы можем и побухнуть, нахуй, и там так сделать, и вот кызларны нахуй 14 яштан нахуй шығарып жіберген анда нахуй, блядь. Нәрсе, голый болып, оны голыйлығыны көріге келгенлер, а оны стриптизға бар, нахуй, или 60 яшлық әбилерні қарарға, блядь. Нахуй тебе смотреть 14-летних, нахуй. А 14-летние могли бы, нахуй, красивый татар, башкорт күлмәкләре біткен, что ли? Татар башкорт күлмәкләрен киеп чыксыннар матур иттереп. Шигелгән, бәйләнгән дигән кебек. В чем проблема, блядь, нахуй? Беткен, что ли, нахуй, наши красивые, блядь, платья, блядь, татарском орнаменте, башкирским орнаментом. Хуево, блядь. Тот самый из башкортов грузит этого Невзорова. Что он говорит, Невзоров? В связи с пробуксовкой на русско-украинском фронте Русская Православная Церковь Московского Патриархата собирается канонизировать Александра Васильевича Суворова, причислив его к лику святых. Ой, блядь, Хазаринда, блядь. Его кресты начнут дарить, наверное, всем. Что же нужно знать башкирам об этом историческом деятеле? Где находился генералиссимус Суворов зимой 1774-75 годах? Здесь, у нас в Башкортостане. Русские историки почему-то стесняются писать об этом периоде его службы. Курдыгыз? Вот это вот Габбасов, историк же хвастается. Вот истина. А вот этот 74-й год, если помните, я в тот день только читал об этом и в телегу закидывал, нейросеть об этом не говорит, нахуй. Не говорит нихуя, нейросеть. Здесь у нас в Башкортостане русские историки почему-то стесняются писать об этом, да? Прошло 250 лет с того времени, когда башкиры под предводителем Салават Юлаева воевали за свою свободу и независимость в союзе с войском Емельяна Пугачева. Ядро 200-тысячной пугачевской армии составляли яицкие казаки, которые ранее уже имели опыт выступления против царской власти. Восстание в Башкирии и на Яике пригрозило основам государственного строя, и Пугачев очень скоро возглавил рейтинг опаснейших врагов России. Государство лихорадило не на шутку, и дело могло закончиться распадом, к слову. Пугачев собрали одного городов, в том числе Казань, и планировали дойти до Москвы, почти как Пригожин, только с другой восточной стороны.
вот насчет Пугачева и Салавата я чуть-чуть, когда уже приехал с Узбекистана, учился у тотар классында, тотар классы дегенде, блядь, тотар урогында. Мы что-то проходили, вот я помню, мына Пугачевны, что-то укталары, блядь, есімде бар шол. Пугачев деп сөйлейләре, Салават Юлаев, мына шуны есімде бар, нәрсе үткәнебез бар без. Что-то нам долбили там, не помню. Вот эта история, блядь, типа с Пугачевым, вот что такое, да? В начале 1774 году Суворов воевал с турками. И Екатерина II его успешно отзывает в Башкирский край. В конце 1974 года полководец прибывает в Уфу вместе со своей карательной армией. О, видите, карательной армией. Остановился Суворов в доме заводчика Демидова, дом в углу улиц Большой Казанской и Малой Ильинской, теперь Октябрьская революция и Воровского. Так, Воровского, Октябрьская революция. Воровского, Октябрьская революция. Вспомнить бы, блядь, Октябрьская революция, Воровского. Это, блядь, нахуй. Где-то, блядь, не спиздеть, где это может быть. Где нахуй? Пересечение, блядь. Октябрьская революция, блядь. Воровская, блядь. Надо посмотреть, не помню, нахуй. Октябрьская революция, Воровского. Не помню, блядь. Суворов всю дорогу сопровождал клетку с Пугачевым, ночами лично карауля ее. Об этом клетку с Пугачевым. Ночами лично караулил ее. Об этом пишет Александр Пушкин в своей истории Пугачева. По прибытии в Москву Пугачева приковали к стене на Монетном дворе. По информации Пушкина, добытой в основном путем опроса остававшихся живых участников событий, в течение 2 месяцев горожане могли лицезреть самозванца. Дворяне смотрели на бунтовщика со страхом и ненавистью, а многие простые люди с тайным восхищением и надеждой. Собирая материал для своей книги, Пушкин немного не доехал до Уфы. Помимо Пушкина, большим любителем истории Пугачева был Владимир Ленин. Вождь большевиков считал Пугачевское восстание настоящей гражданской войной и не сомневался, что именно она вынудила Александра II отменить крепостное право, освободить крестьян сверху до того, как аналогичный процесс начался бы снизу. 21 января 1975 года на Болотной площади в Москве донской казак Емельян Пугачев был казнен. Вот оно, гондоны. Его приговорили к четвертованию, однако императрица из гуманных соображений тайно приказала сначала отсечь бунтовщику голову. Вот суки. Если кто не знал, территории расселения донских казаков были также Донецкая и Луганские области Украины. Башкиры называли Пугачева на свой манер Bügesey. Что за? Даже есть башкирская народная песня Büges марша. Büges. Марш Пугачева. Бірінші мәрте іштім. Біз Пугачев деп ана эшләтеп йөрәйек, Büges демәгәнбез. Где есть такие слова. Олыгына хай юлдан гаскар килә. Büges батша икән шул хуҗаһы. Явыз түрәләрдә кырып бетмәс микән илден нужахы. Кстати, в Уфе нет ни одного памятника или хотя бы бюстика не только Заки Валиди, но и Емельяну Пугачеву. Тарихты белер кирәк. Прислал подписчик. Блять, заебали у него подписчики. Кто-то пишет, до сих пор закрыты архивы по Емельяну Пугачеву и освободительной войне. Ну, короче говоря, Пугачев бунтовщик был ганенде. Конкретный. Ну, донской казак
Может, украинец был гандерл, блядь, нахуй. Какой-то. Так. Так, кто такие нахуй? Непонятно. Пиздец. Глеб какой-то вот. Что за Глеб? Курбатов Глеб Владимирович, 25. Ой, блядь, 98 года, 25 лет, блядь. 98 родился 98-го, а сейчас, блядь, 27, наверное, блядь. 25. Стерлитамак, 17.05.24. 17 мая 24. Погиб на войне на Украине. На войне на Украине, они говорят, видите? У Глеба никого из родственников нет. Союз Набат Стерлитамак организовал его похороны. 20.12.24. Стерлитамак. В память о нем публикуем разговор с близким человеком. Глеб решился на плохой поступок ради денег. Периодически получал от меня деньги на еду. Он сам стеснялся просить корты. Так он попал на СВО. На его решение поехать на СВО я отреагировала категорически нет. Отговаривала долго. Он не был готов поехать туда. И здоровье, и физически слаб, и не подготовлен. Решил поехать только ради денег, как и многие скажу честно. Что было его главной мотивацией служить? Мотивация у него была в первую очередь денежная. Видите как? Потом кто-то мне тут писал, в Татарстанда зарплата хорошая. Нет, с улямагаз нахуй. Присоски нахуй. Шаймиева, Присоски нахуй. Миниханова нахуй. Вы не думайте нахуй. Мы за вами придем, гандоны нахуй. Күттігізге сігеміз нахуй, блядь. Мен генә тірі болайын нахуй. Мына шуны татарларны бүтінсін тутып сігесім келе нахуй, гандонларны, блядь. Все нахуй присоски нахуй Путина, присоски нахуй хазырғы, блядь, оны рейслеріне, присоски Хабирова нахуй. Бүтінігізіне дун қайтырған нахуй, блядь. Вы от этого исходите нахуй, блядь. Сіз, блядь, нижний плинтусны көрмейсіз нахуй, нешік. Онда халық яши, блядь, нахуй. Хуета, блядь, нахуй. Зарплаталар, блядь, как всегда я говорю, до 30. И вот как вот это ебаное нахуй СВО началось, плюс нахуй доллар, когда подорожал, блядь, нахуй, у вас, блядь, поднялись зарплаты, окей, до 50, до 60 тысяч рублей, нахуй. Это потолочные, нахуй. Это потолочные, нахуй. Так скажем, блядь, они по сути не поднялись. Они и были такие, нахуй. Они и были такие, нахуй. Но они были в Москве. Вот когда в Москве были эти зарплаты, у вас были как раз таки, были зарплаты 30-очка, нахуй. Понимаете смысл? Сейчас чуть-чуть, блядь, планка поднялась там, допустим. Как сказать мне, блядь, планка поднялась, блядь. В рублях вам это кажется много. Когда люди чуть-чуть понимают, что такое доллар и евро, вы нихуя не поднялись. На Башкортостанда, Татарстанда у вас ничего не поднялось. Одно и то же, блядь. Ценники одни и те же, нахуй, блядь. Просто, нахуй, нет. Поднялось, число поднялось, нахуй. Число, блядь. Было 30 тысяч, стало 60, нахуй. Число поднялось. Все. Даже сумма нельзя говорить здесь. Число, блядь, нахуй. А в итоге вы получаете то же самое, что мы получали до этого дохуя, когда раньше, блядь. Вот это вы сейчас получаете, блядь. А итог, как сказать, блядь, нахуй. Итог, наверное, блядь, даже, допустим, по курсу, если считать, нахуй, блядь, вы проигрываете. Я когда-то еще считал вам, блядь, курс был, блядь, вниз уж я не буду спускаться. Давайте будем до 50 спускаться. До 50. 50% вы проигрываете сейчас. Раньше было 50 курс, а сейчас 100. Или рублька вы проигрываете. Или рублька.
Вот и думайте после этого, кто, что нахуй поднялось, блядь, где у вас поднялось нахуй. На полтинник вы, так скажем, блядь, нахуй проигрываете. И нихуя ничего не поднялось. И поэтому у всех деньги, 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 деньги. Так, идем дальше. Сейчас вот. Нихуя, что за хуйня? Ага. Вот, блядь, ну вот то, что я вам говорил, блядь. Сюда уже вывели. Карта это карта, блядь, нахуй. Брюс 63-нчі болдым. Кто откуда из зрителей? Или вы спите и не слышите? Гранат. Bilmayman kim bor kim yo'q, короче, 27 odam o'tiribdi. Короче, как раз захват территории. Они же говорили, русский мир нужен, да, ведь как бы обижает русских. А тут как раз показывает суммы какие-то. Сейчас почитаем, какие суммы. Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы. Ну я об этом как раз сегодня говорил, да? Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить соглашение с Украиной, при котором Киев обеспечит поставки редкоземельных металлов в обмен на американскую помощь. Трамп отметил, что редкоземельные металлы, которым обладает Украина, являются ценным ресурсом и предложил стране обеспечить покрытие предоставляемой помощи с их помощью. Ранее, в октябре 2024 года, президент Украины Владимир выдвигал подобную идею как часть своего плана победы для завершения войны с Россией. Мы говорим Украине, что у них есть очень ценные редкоземельные металлы, заявил Трамп. По его словам, Украина готова идти на такое условие. Американский лидер также подчеркнул, что ожидает уравнивания со стороны Украины за предоставленную Вашингтоном помощь размера почти $300 миллиардов. Поэтому тут считают 300 миллиардов, а здесь 111 миллиардов и 14,8 триллионов. Я не знаю, блядь, такие суммы хуёво, блядь. Что больше в том, что меньше, блядь, не знаю. 300 миллиардов здесь, а тут 11 миллиардов. 111 миллиардов. А там 300 миллиардов. И тут 14,8 триллионов будет. Хуй его знает, блядь. В цифрах, блядь, да хуя что-то я не шарю. Ну, суть, короче. Теперь дошло, блядь. Это что за... Это что? 300 миллиардов долларов же? 300 миллиардов долларов? Запорожка. Запорожка сама только 605 миллиардов стоит. Запорожская область 605. Вот теперь как раз и проясняется, почему Путин пошел туда нахуй. За деньгами пошел. Ему не территории нужны, блядь, нахуй. Ему деньги нужны. Давайте вот то, что он захватил примерно. Луганский. 3,2 триллиона. Не миллиарда, а триллиона. Ёпта, это еще больше, значит. 3,8 триллионов Донецк. 685 миллиардов Харьковская. Запорожская 605 миллиардов. Днепропетровская 3,5 триллиона. Теперь я вкуривать начал. Полтавская 790 миллиардов.
Сумская 62 миллиарда. Поменьше, да? Все, так. Кировоградская 270 миллиардов. Черкасская 168 миллиардов. Миколаевская 38 миллиардов. Это вот эти места примерно захваченные, наверное, блядь. 10 миллиардов. Херсонская. Одесса 10 миллиардов. Винница 24 миллиарда. Киевская 21 миллиард. Черниговская 25 миллиардов. Житомирская 550 миллиардов. Житомир 550 миллиардов. 555. Винницкая 24 миллиарда. Хмельницкая 31 миллиард. Ревненская 43. Волынская 46. Львовская 521 миллиард. Тернопольская 14 миллиардов. 99 миллиардов Ивано-Франковская. Черневская 10 миллиардов. И Закарпатье 63 миллиарда. Короче говоря, там денег немерено нахуй. И ему чего не хватает, я не могу понять, блядь. Короче говоря, то, что Трамп предлагает, пишет, просит миллиарда долларов, 300 миллиардов долларов, это хуйня, оказывается. Понимаете, это хуйня. Так что сейчас я его закину потом в Телеграме, потом, может, поговорим об этом еще более подробно. Вот это правда или нет, я не знаю, вот это. Хоронят здесь, а потом говорят, что пропали без вести. Короче говоря, мужик что-то комментирует, что, блядь, там экскаваторами копают, нахуй, блядь, нахуй, и сажают, блядь, всех, сажает, говорю, блядь, это делают. Хоронят, нахуй, блядь, все трупы, нахуй, вот так, блядь, как сүртүрген кебек, огород, сүртүрген кебек, нахуй, қап-қара жер, блядь, и всех хуярят, блядь, вот, как я показывал. Хуярят, блядь, ну здесь темно что-то. Этот. Шундаган. Короче, будем, наверное, закругляться. Что-то меня рубить начало жестко. Ну давайте вот это сейчас прочитаю и пойдем. Баймакское дело. Игорь Мапишкиша утра. Кушто Байрам. Амнистии попросили в виде обращения к председателю Госдумы и родственники задержанных по Баймакскому делу. Несколько людей, представившихся как жены 87 задержанных в баймакской провокации в довольно непонятной форме, чуть ли не на коленях потребовали от Вячеслава Володина примерно следующее: объявить депутатское расследование по баймакскому делу. Второе. Результаты расследования должны быть такими, чтобы прекратить уголовные дела и объявить амнистию в честь 80-летия Великой Победы, проявить милосердие и объявить им амнистию. Также в соцсетях ВКонтакте появилась петиция в адрес представителя Госдумы с такой же просьбой. По факту наши неравнодушные граждане вышли на состояние около суда с одной единственной целью — быть услышанными, говорится в петиции. Они хотели, чтобы местная власть услышала их и стала на защиту их прав на чистую воду, воздух и прекратила хищническую эксплуатацию недропользователями. Местная власть преподнесла их как сепаратистов и националистов, на это в корне неправда. Короче говоря, судебные власти должны были основательно изучить, были вообще массовые беспорядки, но этого сделано не было, говорится в петиции.
Следующая петиция: на коленях ждем требования ввода прямого президентского правления из Кремля вместо этих местных и вождей, не способных нас защитить от жутких снежковых террористов-провокаторов. Фу, еле как прочитал, тугандар. Короче, будем завязывать. Кузя была уже точно китайская или она. Короче, этот тыныш күн, тыныш йокы, хайырлы иртә. Короче, всем буду закрываться, короче. Потому что рубит конкретно, короче, максимально торатагыз, где что понравилось, и этот будем дальше действовать. Бопты, я холилер, короче, мен кеттім. Конкретно уже этот смотришь то, что надо читать, блядь, и видишь вроде бы, но пиздец заплетаются нахуй глаза, блядь. Короче, этот, вроде интернет у меня, Аллаха шкур, должен прийти, этот, ну, сегодня 5-й, вот, и будем этот почаще выходить, вот так вот. Ну, давайте, этот, есть что, грузится, распространяйте, закидывайте по всем этим, туда-сюда, позакидывайте там. Если ссылка не закидывается там, ссылку можно же выкинуть и оставить только имя. Отправьте там, типа, YouTube тип куда-нибудь, и все, пойдет, как говорится, сарафанное радио. Максимально. Вот так вот. Где понравилось, можете вырезать там, найти место, вырезать скриншот и имеется в виду этот, блядь, скрин экрана на видео. Видеоскрин. Ну ладно, 3:42 минда, блин. Все, я там, короче. Завтра, сегодня, среда, 5 февраля уже. Все, давайте. Тыныштыққа 23 человека. Рахмат бүтінігізге. Этот, до завтра. Точнее, сегодня уже.